У эфіры тэлеканал Белсат. Дзень добры. Наша здымачная група сёння працуе ў Магілёве. І мы знаходзімся на адной з галоўных плошчаў гораду. Літаральна за некалькі дзесяткаў метраў ад нашага месца знаходзіцца будынак абласнога магілёўскага гарвыканкаму. Тут знаходзіцца буйны гандлёвы цэнтр, і гэта ёсць адна з буйных плошчаў, дзе ў гэтыя хвіліны распачынаецца збор подпісаў за рэгістрацыю кандыдатаў на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Зараз мы паглядзім, што тут адбываецца на плошчы. Можна бачыць, што ўжо тут некалькі дзесяткаў чалавек, і пакуль мы падойдзем, паразмаўляем з гэтымі людзьмі, я патлумачу, чаму мы сёння працуем у Магілёве і чаму менавіта вядзём прамую трансляцыю з гэтай падзеі, збор подпісаў. Гэты збор подпісаў сёння заклікаў сабрацца, паставіць свае подпісы адзін з вядомых блогераў Сергей Тихановский, які з'яўляецца старшынём ініцыятыўнай групы сваёй жонкі Светланы Тихановскай, якая зарэгістраваная кандыдатам на рэгістрацыю на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Разам з ім сёння тут прыйшлі і бачым, збіраюць подпісы іншыя ініцыятыўныя групы. У прыватнасці мы бачым, што збіраюць чальцы аб'яднанай грамадзянскай партыі за Мікалая Козлова, збіраюць таксама, вот бачым, «Страна для жизни», это менавіта за Светлану Тихановскую, і таксама за іншых кандыдатаў, за якіх мы пасля пайдзем пабачым, але бачым, тут ёсць сцяг народнай грамады, ёсць чырвона-белы сцяг таксама. Ужо людзі пачынаюць крыху шахтавацца ў чэргі. Так вось, чаму мы сёння асвятляем гэтую падзею? Мы бачым, што да таго збору подпісаў, які арганізоўвае Сергей Тихановскі, ёсць у многіх гарадах вялікая увага. Зараз мы бачым групу людзей, якая стаіць асобна ад тых месцаў, дзе збіраюцца подпісы, і людзі размаўляюць з самім Сергеем Тихановскім. Бачым, што тут вялікая група. Зараз мы падыдзем і паслухаем таксама гэту размову, якія пытанні задаюць Сергею Тихановскаму жыхары Магілёва і журналісты. Я думаю, что достаточно моцная будет падтрымка. Здрасте. Як ви ставитесь до того, що на гэтым пікеце присутствуються таксама іншыя кандидаты? Но я подошел, вот эти цикалы, как я говорю, наша очередь не будет мешать, когда люди выстроятся. Он говорит, вроде и не будет, то есть, поэтому все нормально. Ну, конечно, странно, что мы здесь собираем, а они эту картинку используют, как бы, ну, вроде как и к ним там они пришли, эти люди. Ну, больше ничего по этому поводу не скажу. Я обычное питание, скажите, як хутко мы побачим Светлану на пикетах и сборах подписей? Ну, сейчас она занимается организационными вопросами по инициативной группе. У нас еще не все получили удостоверение. Гомельская область еще вот только сегодня начала получать. Брестская тоже вчера, со вчерашнего дня. То есть все очень медленно, очень мало людей зарегистрировало. Ермошина порезала всю группу, поэтому мы вот мучаемся. Более того, эта группа сформирована из людей, которые сами захотели в ней участвовать, и мы их не знаем даже лично, никого. У многих нет телефонов. Кому-то что-то на домашний адрес отправили там, и листы, и посвящения вот эти, да. Вот, поэтому очень трудно это все организовать сейчас, но потихоньку вот это делаем. Светлана этим сама руководит. Обещала, что пресс-конференцию со СМИ сделает. Дякую вам. Сергей, на пачатак акцыі, это уже не першы дзень збору подпісаў, так? Ён вельмі актыўна у вас, у вашай групе менавіта ініцыятыўна вядзецца. Ці ўжо ёсць нейкія вынікі? Ці ўжо можете сказать, колькі людей собрали, колькі голосов? Ну, если честно, мы не считали еще, да, но предварительно по тем местам, именно где я езжу, это около 3000 Минск был, около 1000 Слуцк, там больше, чем 1500 Барановичи, но больше пока никаких данных нет. Я думаю, что Могилев переплюнет, я надеюсь. Як вы разлічваеце ўвогуле собрать 100 000? Ці плануеце все ж таки? Ну, члены нашей инициативной группы говорят, что это реально. Что можете сказать про заяву теперешняга кіраўніка краіны Александра Лукашенко, які заявил, что уже собрал 200 000? Но мы знаем же, каким образом они собирают. Они заставляют людей под предлогом увольнения ставить эти подписи. Это еще он скромно сказал, по-моему, 200 000. Там уже и миллион, наверное, нарисовали. А як ставіце до того, что свою кандидатуру снял один из регистрированных кандидатов? Ну, я слышал об этом, да. Там хороший заголовок в Ютьюбе, там партии ОГП, по-моему. Там звучит так: я не проститутка, у нас просто любовь.
Вот, мне кажется, они точно очень все это сказали. Сергій, скажіть, будь ласка, от ви розпочали збирати підписи з кандидатами протесту Миколая Статкевича. Чи можна вашу жонку так само назвати кандидатом протесту, чи ви все ж таки плануєте сапраўды реально удзельничать у выборах и, магчыма, перамагаць? Но кандидат протеста может и на второй этап пройти, да, уже после сбора подписей. Главное, что если Лукашенко будет дальше участвовать, а Ермошина считать, то звать на такие выборы мы не будем. И Николай Статкевич тоже об этом говорит. В этом вот смысле можно называть, конечно же, кандидатом протеста. И, в принципе, такой план у нас изначально и был. Добре, а який ну, якби, план вашого протесту? Тобто, що ви хочете, яка його мета вот всей этой кампании? Сейчас мы хотим просто людям показать, что нас много, то, что картинку, которую показывают по государственным каналам, что все поддерживают Лукашенко и на селах, и в больших городах, что это все неправда, что у нас есть серьезные проблемы с цензурированием СМИ, которые не замечают наши пикеты, на которые приходит огромное количество людей. Вот. Ну и основные все проблемы это рассказывать людям о том, что нет честных судов, нет сменяемости власти, нет местного самоуправления. Вот об этих проблемах говорим. Соответственно, плохо, больно говорить, горло болит. Еще в воскресенье на Комаровке так навыступался, что ну, еще болит горло пока. Прошу прощения. Добре, ну тоді опошнє питання. Де ще збирають підписи сьогодні от ваша ініціативна група, кроме як тут у Могилеве? Ну, мы сейчас публикуем вот у себя в телеграм-канале «Страна для жизни». И вот в YouTube значит, озвучил вот 17 мест, 17 городов, да, населенных пунктов, где мы уже собираем. Это очень мало, конечно, еще. Еще только в некоторых местах люди там ищут, где взять столики, где взять стульчики. Люди изготавливают большие тапки, чтобы прихлопнуть таракана, но издалека было видно ну, на наши пикеты. Вот, только еще организуемся, я думаю, что мы еще процентов только на 10-20 там организовались. Вот. На следующей неделе, думаю, сможем выйти на полную мощность и собирать подписи. Нормально. Як ви самі розцінюєте вот эту кількість людей, яка приходить вот тут з вами порозмовляти вот на вот эту хвилину? Сколько здесь сейчас? Да мы только начали еще, но вот уже очереди стоят, хотя мы уже привозим с собой много подписантов, мы их называем, из разных городов, кто имеет свидетельство и могут это делать члены инициативной группы, чтобы большие очереди не стояли. Но мне кажется, все равно очереди еще будут сегодня до 10 часов стоять, если, конечно, дождик не помешает. До якого часу збирали Чору Барановича? До 22, там, без нескольких минут быстро убегали с площади, чтобы не было нарушения никакого. А людей, которые не успели, около 100 человек, ну, не все, правда, там остались фотографироваться. Сфотографировали реально на ступеньках кинотеатра, вот как в 4 ряда они стояли. И никто не расстроился, что не успел. Потому что, говорят, главное, что мы показываем, мы ногами показываем свой протест, ногами. Вот мы, белорусы, мы против, мы хотим перемен. Вот, а за это, собственно говоря, люди и приходят. Дякую вам, Вікі, дякую. Спасибо. Ручной работы преподнести вам вот такой подарок. Ось такий подарунок Сергію Тихановському дарить таракана. Це якби такий неформальний девіз цієї компанії. Ребята, держим дистанцию, потому что это очень опасно, потому что вам важно. Мы со всеми поговорим, успеем сфотографироваться. Ось таким чином Сергій Тихановський якби розпочинає сьогоднішній день, сьогоднішній збор підписів. А я вже хіба закончу тую думку, все ж таки, чому ми сьогодні тут, чому ми ведемо пряму трансляцію з цього збору підписів, бо вже, як сам сказав Сергій, як вже прогучало у його відказах, цей збор ведеться з неділі, яка розпочалася вот акція по збору підписів від неділі від Мінська-Комаровського ринку, куди прийшли поставить свои подписи несколько сотен человек. Сергей протягивает отказывать на питании. Послухаем, что запытывают и что ему отказывают, и что им отказываем. Ну, а вот такой вот фантастический вопрос, по количеству людей понятно, что здесь вы точно фиаско у вас не будет. И в конечном итоге много людей
за вас подпишется. Я думаю, так, 100 тысяч будет, нет? Будет Вот люди говорят вокруг, что будет. Так вот, такой вот вам вопрос. Если вдруг вы проиграете президентскую кампанию, ну, в смысле, своей команды, да, на чью сторону станете, в какой команде будете участвовать? Не могу сказать точно, но точно не на сторону Лукашенко. Мы Ясно. будем продолжать борьбу до тех пор, пока он не уйдет. Неважно в каком статусе. Спасибо. Я потом ваши вопросы Сергей, возьму. Сергей, а Приветствую. есть некие планы, скажем, включать у участковой комиссии своих людей, там, у надзиральники? Назиральники, да, мы об этом все время говорим. Иначе, если мы не будем наблюдать, то мы не сможем конкретно сказать, предъявить какие-то документы, факты, что выборы фальсифицируются. Да? Ермошина скажет, это голые слова. А где факты? И вот для этого нужны наблюдатели, чтобы на каждом участке фиксировать. И мы призываем вот всех становиться наблюдателями, всех белорусов на своих участках. Минимум 3 человека должно быть на каждом участке, независимых наблюдателей, которые будут фиксировать. Явку в первую очередь, конкретно явку людей, которые уже получили в руки бюллетень. Это все накручивается, нужно фиксировать обязательно. Многие блогеры уже выразили свое желание вместе с нами призывать людей становиться наблюдателями. Многие телеграм-каналы белорусские, в том числе там Некто Степан и Беларусь головного мозга, это очень крупные каналы. Они будут об этом говорить и будем учить, как становиться наблюдателями. Сделаем какой-то сайт общий, где будет видно, на каком участке сколько наблюдателей у нас зарегистрировано, а где не хватает людей, и где выложим документы, которые необходимы для того, чтобы стать наблюдателем. Все это будем делать, это очень важно. А вось были такія чуткі пра народнае назіранне, калі да участка прыходзіць там шмат людзей, і яны не афіцыйнымі назіральнікамі, а так збоку просто там 100 человек, 200. Ці ёсць такія планы? Если внутри будут наблюдатели, и мы будем призывать к бойкоту выборов, если Лукашенко будет участвовать и Ермошина считать, то так и будет. То, конечно, люди должны не идти голосовать, а быть на улице, а внутри должны быть только наблюдатели. Чтобы зафиксировать, что явки не было, соответственно, будут проводиться новые честные выборы в Беларуси. Дайте мне 5 минут отдохнуть, спасибо. У нас уже своя тут. Сергей Тиханович просіцца, щоб його відпустили до людей, які прийшли менавіта підписати за його підписи. Так само, бачите, люди вже розмовляють з Сергієм, послухаємо. Мы еще в феврале начали вас смотреть всей семьей, и мы очень рады, что началась такая активность. Мы всей семьей очень надеемся, что в этом году что-то изменится. Можно с вами сфотографироваться? Можно. А вы внесете свой вклад, чтобы изменилось? Конечно. Один же человек не сделает. Я уже оставила свою подпись за Светлану. Наверное, не только подпись надо будет. Дальше что-то надо будет сделать. А вы уже предлагать должны, что нам дальше делать. Вы сами это почувствуете. Самое главное, что Мы есть такие, поддержим, как вы, да. Очень даже хорошо. Можно с вами селфи? Ребята, сфотографируемся, пожалуйста. Эфир идет, спасибо. Ну, ось так, бачимо, люди вже просять зробити селфі з Сергієм Тихановським, а він все ж таки... Він все ж таки спробує... Сергей Тихановский пайшоў да сталоў, дзе збіраюцца подпісы, а я ўсё ж таки закончу свой аповед, чаму мы зараз тут і чаму мы спрабуем паказаць і паказваем гэтую падзею, таму што яна праводзіцца трэці дзень, і трэці дзень гэта масавы прыход людзей, каб пастаць свае подпісы. Гэта было ў Менску, гэта было ў панядзелак у Слуцку, учора ў Баранавічах, а сёння тут вось Магілёў. І таму мы сёння хочам паказаць, як гэта будзе адбывацца ў Магілёве. І яшчэ літаральна колькі слоў дадам, чаму тут Сергей Тихановскі мае такую папулярнасць, але збірае подпісы за сваю жонку Светлану Тихановскую. Першапачаткова Сергей планаваў сам стаць кандыдатам на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі і заяўляў пра гэта. Але на момант рэгістрацыі яго ініцыятыўнай групы Сергей адбываў 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыях пратэста супраць інтэграцыі з Расіяй, якія адбываліся напрыканцы года ў Менску. І падчас гэтага адбывання арышту адбывалася гэта рэгістрацыя, яму проста не дазволілі, не далі такой магчымасці персанальна зарэгістраваць сваю групу. І таму Светлана Тихановская так выйшла падтрымаць свайго мужа і зарэгістравала гэтую ініцыятыўную групу на сябе.
Ну, як ми чулі ад Сергея, якби їхня задача, ягоная задача перадусім удзельнічаць у этой кампаніі як старшыня ініцыятыўнай групы сваёй жонкі менавіта дзеля таго, каб паказаць салідарнасць людзей, каб паказаць, што людзей шмат людзей, якія хочуць перамен. Вот это як бы такі галоўны пасыл ягонай вот этой вот акцыі, ягонага ўдзелу ў палітычнай кампаніі. Дадам яшчэ таксама, што Сергей Ціхановскі падчас таго, як адбываў 15 сутак арышту, ён атрымаў яшчэ двойчы па 15 сутак за вот падобныя сустрэчы, ну не падобныя сустрэчы, але за сустрэчы ў рэгіёнах Беларусі, дзе ён прыязджаў да людзей разам у рамках сваёй інтэрнэт-ютуб-канала «Страна для жизни», дзе сустракаўся з людзьмі, выслухоўваў іхнія праблемы, уздымаў іх, даводзіў іх да грамадскасці. За ўсё гэта ён, на яго складзеных ён казаў каля 20 пратаколаў. Ну і тым не менш, не адбыўшы вот гэтых 45 сутак, ён ужо выйшаў на волю, яго проста вызвалілі без ніякіх там тлумачэнняў. Так што які яго статус, ён дакладна не ведае. Калі ён можа адбыць астатняе зняволенне, таксама невядома, не выключана, што это можа здарыцца ў любую хвіліну. Калі, як вядома, многія грамадскія актывісты менавіта так і адбывалі сваё адміністрацыйнае зняволенне. Ну, але вернемся сюда, на плошчу ў Магілёве, вернемся да тэмы збору подпісаў. Так вось сёння тут ужо з'явіліся разам з Сергеем і іншыя ініцыятыўныя групы. Яны былі і ў Менску, напрыклад, збіралі таксама разам з Сергеем Ціхановскім гаспадара Цэпкалу і Бабарыку. Сёння тут яшчэ збіраюць за Мікалая Козлова, збіраюць уже чуем вядомую песню «Разбуры муры турмы», якая ўпершыню прагучала ў Менску. Вось тут ужо яе развучылі вельмі добра, бо ў Менску толькі першы раз выконвалі, а сёння спяваюць яе ўжо тут, можна сказаць, на мод. Ну, ўсё моц, паслухаем. Все меньше и меньше, а стенам это носу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть. Когда не хватает силы, и я прошу тебя встреть. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен. Ось такі крэатыўны падыход тут у Магілёве. Ну, я ж кажу, ён распачынаўся яшчэ з Менску, калі вот эту «Муры турмы» заспяваў сябар і паплечнік Сергея Ціхановска. Гэткім чынам сёння збіраюць подпісы некалькі кандыдатаў, але ў пераважнай бальшыні, як гэта было ўсягам усіх 3 дзён, тут людзі прыходзяць падпісацца менавіта за ініцыятыўную групу Сергея Ціхановскага, нават улічваючы той факт, што Светлана – это фактычна кандыдат пратэсту, это чалавек, які ад пачатку ведае і разумее, што паўнавартаснага і справадлівага ўдзелу ў гэтай кампаніі прэзідэнцкай не атрымаецца. Ім ставяць задачу разам са сваім мужам паказаць салідарнасць салідарнасць людзей і колькасць тых людзей, якія жадаюць перамен, паказаць жаданне перамен. Вось такая задача, і вось сёння тут бачым, як это все праходзіць у Магілёве.
Разборы муры термы, так называется это спев на белорусской мове. Эта песня вядомая с часов польской солидарности, когда эту спев гучал у часы вызволения Польши от советского минулого и от панавання коммунистов у 80-х годах минулого стагоддзя. Ну а зараз пойдем до людей, будем размаўляць с могилевцами. Добрый день. Пришли подписаться, так? Да. За кого? Просто с малым сынком, так? Да, за свободу. То есть уже не важно, який кандидат, головне за зміни, да, ці як? Нет, ну за Тихановскую. За Тихановську. Да. Ці ви, Надеемся на перемены. гэты спадзяванні вы звязваецца толькі са Святланай ці яшчэ з якімі-небудзь кандыдатамі? Ну еще, не знаю, Статкевич Статкевич не регістраваны як старшыня. зарегистрированы. Ну тогда пока за Тихановскую. Скажите, калі ласка, чаму вы хочаце змен? Якіх вы хочаце змен? Ну, смен растерялась. Насколько важны змены, як вы думаете? Вы прийшли з сином дзеля чаго? Дзеля того, каб была його будучыня ці як? Да, у меня 3 сына. И я хочу, чтобы они жили в стране для жизни. Дякую велике, дякую. Страна для жизни, ну такий лозунг зараз. І це одноіменна назва інтернет-канала, який організував Сергій Тихановський, який якби з'являється його візитовкою. Ну, зараз бачимо, тут рихтується спів. Поглядимо і послухаємо. Раз, два. Живе Беларусь! С вами Анатолий Кудласевич и инициативная группа Светланы Тихановской и YouTube-канал «Страна для жизни». Зараз буде песня на верш на слові Якуба Колоса, яким буде за 100 годов. Горы и каменья, узкие полоски, это наше поле, поле нашей вёски. Курные оконцы, каб святла хоть трошки, это наши хаты, хаты нашей вёски. Ну, ось тут пакуль адбываецца такі імправізаваны канцэрт. Это прыхільнікі Святланы Тихановскай арганізавалі такую імпрэзу. Першым, пакуль мы гучыць канцэрт, людзі яго слухаюць, то мы паразмаўляем з людзьмі, якія сюда прыйшлі. Дзень добры. Скажыце, калі ласка, вы жыхарка Магілёва, так? Вы сюды прыйшлі падпісацца, паслухаць канцэрт, паразмаўляць з людзьмі чаго? Вот именно для этого пришла и почувствовать дух, вот этой дух свободы, потому что только здесь чувствуешь себя настоящим человеком, отходишь немножко дальше и окунаешься в эту, как говорится, вот эту ежедневность эту тусклую, поэтому и пришла, ну, жду перемен от всего этого, как будет. Скажите, калі ласка, вы кажете ту такую сумную повседневность, для вас есть чым параўноўваць повседневность сённяшняга дня и тая калісьці была еще до ўсяго, да? Калі было легче, калі было цяжэй, что вы скажете, як вы параўналі бы? Ну, во всяком случае, во времена отправления Лукашенко интереса никакого не было в этой стране. Вы же знаете прекрасно, все нарушалось, все права человека, свободы, все. Высказаться нигде нельзя было, пойти даже где-то поговорить, вот так, там вот кормление голубей или что. Обязательно ты попадаешь под какие-то репрессии. Ну, поэтому... Что вы про это думаете, як вы до этого ставитесь? Ну как, я, конечно... Ці правильно. А? Ну, ці правильно так, ці повинно так быть, ці может так быть. Нет, так не должно быть. Я хочу перемен, я хочу Беларусь без Лукашенко, соответственно, да. Только я пока не знаю, кто будет. У меня, например, симпатичен на сегодняшний день Бабарыка, вот Тихановский Бабарыка, но Тихановский пока не является как бы кандидатом в президенты, но тоже интересный человек. Ну, Бабарыка мне тоже интересен. Конечно, был бы Павел Северинец, мы за него, конечно, очень хотели бы, да. Ну, так что вот такие дела. То есть кандидаты у нас есть, кандидатура хапая на посаду, да? Дай бог, чтобы все случилось, как говорится. Если смотришь вот сейчас независимые какие-то там моменты, вот как это сказать, ну,
опросы, да, вот такие на Ютубе, там все. Лукашенко там проигрывает полностью. Он полностью Він проигрывает. сказав, що собрав аж 10 тисяч Это підписів. я в это не верю. Мы знаем, как это собиралось. Я работала на государственных предприятиях, я знаю, что это такое. Хотя на нашем предприятии никогда не собирались подписи вот так вот именно, ну как бы вот, ну легально. Но я прекрасно понимаю, он может и не собрать и 100, и 10 подписей может быть, но напишут и 200, и 300. Я так думаю. Это мое мнение. Дякую вам велике, дякую. Концерт працягваецца. Людзі вельмі ахвотна вітаюць выступоўцаў. Гэта ўсё цудоўна, але мы мусім размаўляць і будзем размаўляць з людзьмі, каб яны выказалі, чаму яны тут ёсць, што яны хочуць, якія іхнія настроі і чаканні. Эй, славяне! Сварог на битву клича вас, Ярыла встане. Пробил жон надзорный час, Перун гримами. Снято способить на войне. Наколькі разумею, добрый дзень. Добрый. Давайте знайоміцца. Наколькі разумею, бачу, вы тут вітаеце выступленне, вам падабаецца... Я вельмі люблю беларускую мову, и калі тут спевали «Стяну на русской», это за моим разумением, это мрак. Включите Вольского и Тюшкевича, что же вы перекладаете такие чудные песни, кто у нас не зразумеет беларускую мову? А што скажете про тое, што вот Светлана Тихановская размаўляе разам з сваім мужам таксама па-расейску? Не, ну хай размаўляе, мы але яна збіраецца быць кандыдатам у прэзідэнты. Это, ну, як вам сказать, я сама выросла в советские часы, как говорится, наша история, мы думали, у нас лясы, болоты, и ничего нема, мы бедные люди, и когда стал столейшим, начинаешь разуметь, какая у нас богатая история и все. Чем мне вот эта влада не нравится, что вот нашу минувшину, нашу историю похоронили. Я говорю, Поздняк, у нас такие Подмурок, ВКЛ и прочее. Наша погоня, наша, это все наше, вот оно изнутри. А за кім з кандыдатаў вы спадзяецеся поставите, говорится, этой каштоўнасці на свое место? Я вот не знаю, мне вельмі падабаецца Цыпкала. Я еще годов 10 назад, давно еще в Минске працавала, и помню, мне попалась артикул некий в интернете, думаю, что за умный мужик такие, и все, кто такие, не знаю. Потом читаю Валерий Цыпкала, директор парка Высок, и потом уже много читала, ну, вот такие разумные люди. Але сёння тут його нема. Неважно, но все равно. Я за его подписалась, он там столик есть. Есть такие, да? У нас в Украине много разумных людей, которые знают, что можно и строить не ломаючи. Ну, то есть у нас вельмі разумный народ, потому что мы живем працей. Я помню... Вельмі многие кажут, до речі, что нема, а кто еще? Про теперешнего кірунка країни. Это полная ерунда. У нас столько разумных людей, и все это глупство. Я все время кажу нашему народу, что он у нас богатеет вопреки нашему начальству, скажем так. Наши люди, мы слухаем, працуем, богатеем. Ну, не с допомогой, а на суперок, да? Так, мы все равно будем говорить, что белорусы такие тихие, не вляжут. Ну да, мы всю жизнь нас гнобят, а мы все равно поднимаемся. Мы поднимаемся. Верите в то, что поднимемся? Верю. Анна, я 30 годов прожила в Минску, я помню те митинги, когда БНФ, когда начинался Поздняк, я на Илимской жила, Северный поселок, он у нас избирался, я помню, я бегала на те митинги, я бачила, какая это была такая хваля. Чому так все минуло, что вы думаете про это? Чому так нема зараз, як ви думаєте? Сильно придавили, потому что, улада разумее, что притиснуть у кожного человека есть дети, есть и все. И я пенсионерка, мне уже пенсию, как говорится, не отберут, мне уже не страшно. А народу надо жить, поэтому как-то пристосуется нежно. Дякую вам велике, дякую, всего доброго. Ну вот мы почули зараз, что зараз ми почули, що тут некалькі ёсць ініцыятыўных груп, якія збіраюць подпісы. Як я вже казала, акція абвешчана Сергеем Тихановским по збору подпісаў, але долучилися інші кандидати. Я просто зараз пропоную пройти і поглядеть, хто збирає подписи і за яких кандидатів. Тут бачимо 3, 6,
сталоў як самае малое. Зараз мы абойдзем кожны з іх, а пасля вернемся к таму, каб паразмаўляць з людзьмі, якія прыйшлі паставіць свае подпісы. Зноў жа, які ў мінулыя дні, як у мінулых гарадах, людзі стаяць у чэргах. Бачым, што гэтыя чэргі прадаўжаюцца аж да прыпынку. Сапраўды мы бачым адзін з пікетаў. Дакладней, тут такі рекламный плакат розных кандидатов. Будем цікавиться, хто тут. Бачим на повязках санитарных «Страна для жизни», так? Як давно уже збираете? Литерально колькі слов, каб не заминать вам? 5 часов собираем. Колькі? 5 часов. 5. Колькі уже людей подписалось? Человек 50 уже. А скажите, ласка, вы первый день збираете ці ні? Здесь, да. У Могилеве первый день? Да. А у іншие дни збирали? Нет, не собирали. Нет. Сколько у вас человек уже подписалось? Больше 50. Около 50? Дякую велике, дякую. Не будем замінаць людям працаваць. Это вельмі адказная задача. Подпісныя лісты, не мусіць быць памылкі ні ў подпісах, ні ў датах, ні ў лічбах. Таму, конечно, мы лепш не будем перашкаджаць людзям рабіць іхнюю працу, але паразмаўляем з людзьмі. Ну, бачым тут адзін са сталоў, як ужо і казалі, Сергей Тихановский. Бачым яшчэ адзін, пойдзем да другога стола, каб паглядзець, за каго збіраюць подпісы там. Бачым, што стаіць на столе тапак. Ну, а гэта адзін з такіх фірменных знакаў Сергея Тихановскага, наколькі я разумею. Вот люди нават подписываются. Калі ласка, скажите, что написали на тапку? Стоп, таракан. Что это означает? Таракан. Хватит уже, дайте уже нового веяния в этой жизни. Уже надоело 26 лет, сколько можно терпеть. Украл пенсию, украл трудовой стаж. Уже хочется нового человека, который будет родить за Белоруссию, за народ, переживать, а не только свои карманы набивать. Скажите, будь ласка, якого чоловіка ви хочете? Ці реальні ваші сподівання на Світлану Тихановську? Я так розумію, що за її поставили подпись? Я верю в Светлану Тихановскую, поэтому я ставлю за нее подпись. Каб не замінаць іншим людям, перейду на гэты бок, так? Але скажите, будь ласка, що ви ведаєте про Світлану Тихановську? Откуда ви приїдете, що ведаєте? Ну что я вижу, что с Гомеля они, люди. Мне понравилось выступление ее мужа. Я переживала за него, когда его забрали в ВВС, у нас в Могилеве был. На хвилиночку перепинемся, треба поставить подпись. У болі для щастя слов, на тяжким народним полем, не жито життя зійшло, а поле на частки кроять. То ми з вами дорозмовляємо, так? Протягните, що ви ведаєте про Світлану, чому менавіта яна? Я верю просто в эту женщину. Я верю ее семье доверяю, понимаете? Вот я сколько видела выступления в Ютубе ее мужа Тихановского Сергея, да? Мне нравится, вот так как он показал нашу действительность белорусскую, что творится у нас в нашей маленькой стране, что творится. Везде беспредел, везде разруха. Вот самый главный наш колхозник, да, что до чего он довел деревню. Ведь раньше люди не уезжали с деревень, люди поднимали сельское хозяйство, фермы работали, колхозы были. А что сейчас творится? Что сейчас творится? Деревни все умирающие. Каждый, как говорится, где родился, там и пригодился. Молодежь тоже оставалась очень много в деревнях. Почему сейчас не развить фермерство? Как взять пример с Польши? Какой там действительно выращивают продукты питания? А что творится у нас? У нас же ничего нету. У нас же везде разруха. На этих коров, вот моей мамы дача, у них там была ферма. Буквально в том году всех телят выгнали, телята все худые, коровы страшные. Все, ферму закрыли. Але ведаеце, сёння гэта здарылася не сёння, гэта правильно? Это десятками годов уже должен, да? Сколько? 26 лет. Это же за 26 лет, ведь когда человек пришел к этой, вот у нас президентские выборы, или когда были, и он пришел к власти, ведь ему уже город, страна досталась, все предприятия работали, все работало. Скажите, будь ласка, але вот ці калі-небудзь вы удзельнічалі ў нейкіх таких акциях, каб выказаць вот это свое меркаванне? Нет, никогда ни в чем не удельничала. Почему? Во-первых, я не видела, чтобы в нашем Могилеве кто-то собирался.
И такого не было. Я никогда не отслеживала, понимаете. Были другие заботы. Думал, как выжить, потому что 3 детей нужно было накормить. Ездила, таскала сумки. Было не до этого вообще. Но сейчас уже настал предел. Предел всему. 26 лет правления хватит. Дякую. Ну тоді опошнє питання, чому менавіта Світлана? От сьогодні Сергій казав, що вірогодно, що вона якби кандидат протесту, тобто чоловік, який реально може і не удільничати у виборах, да? Чому ви все-таки прийшли підписатися, навіть без шансу? Ви вірите в те, що вона реально буде удільничати? Очень хочется в это верить. Это моя мечта. Не отбирайте мою мечту. Окей, домовилися. Дякую велике. Всього доброго. Ось таким чином. Чоловік сподівається до апошнього, і це правильно. Надія, як кажуть, помирає апошній, і люди сподіваються, що їхнє памкнення, їхнє жадання не все-таки здійсниться, незважаючи на ті аспекти, які є на сьогоднішній день. Тут бачимо увогуле цілий перформанс, просто збор тапок, так само, як символ того, що треба щось змінити, щось забити, щось поміняти. Це як? От давайте запитаємо людей, як вони це розуміють. Добрий день. Добрый день. Тапок на столе, тапок унизу. Что вы про это думаете, что это означает, как по-вашему? Ну, я думаю, что это означает то, что нам потрібно таракана забити. Якого? Ну, якого кожен розуміє це по-своєму. Я не буду говорити. Добре. Чому треба зробити? Чому, з ким зв'язується сподівання, що це можна зробити? Хто з кандидатів? Їх 14. От ви на кого сподіваєтеся? Ну, мне подобается пока что Тихановская. Ну, А чим вона вам подобається? Ненавито хочеться, щоб щось в моїй країні змінилося. Чим подобається Світлана? Чому ви думаєте, що менавіта вона змінить, а не, скажімо, той? Їх 14 на сьогодні. Ну, мені здається, що це вона така, одна із самих таких мощних кандидатів. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи ви нечто подобне бачили у Могильові, як сьогодні тут? Ні, ніколи ще такого я не бачив. Чому сьогодні це є, як ви думаєте? Чому сьогодні це відбувається, як ви думаєте? Чому, скажімо, ніхто раніше так шмат не збиралося людей, а сьогодні прийшли? Напевно, прийшов вже час. І ми, повинні щось зробити. Дякую вам, дякую велике. Тут збор підписів за Світлану Тихановську, правильно? Так. Да. Дякую вам. Рушимо далі. Не будемо перешкоджати людям працювати. Тим, хто збирає підписи, їх задача відказна. Вони не мусять помилятися, тому менше розмовляємо з цими людьми, більше з тими, хто підписується. Так само страна для життя. Каб не замінати людям працювати, будемо розмовляти з тими, хто підписується. Бачимо, люди підписуються, зараз порозмовляємо з ними. Криласка, добрый день. Скажите пару слов для Белсату. Чому ви підписалися? За кого підписалися? Що хочете змінити? Тихановского. За кого? За Тихановского. Але... Ну, я знаю супруга, да, там эти все козни, как обычно. Что думаете про эти козни? Ну, подстава прямая. У него еще 2 срока, я смотрел, он дал интервью на RTVI. У него 2 срока по 15 суток, его могут хлопнуть в любой момент. Скажите, ласка, але чому ви підписувалися за цю кандидатку, або кандидатку 14? Чому мінаєте за яє? Ну, за яє, потому что за його. Дякую вам, дякую. Всього доброго. Будемо потиху рухатися далі і розглядати, що тут відбувається.
Ну вот таким чином мы бачим, что людей прибывае. Мы еще не дошли до заканчэння вот гэтага шэрагу, где выставлены столы, где збираются подписы. Я пропоную все ж таки доглядеть, какие тут еще инициативные группы збираюць подписы, а пасля мы пройдем, поглядим по ўсёй площади, по всему периметру, як выглядае сегодня тут площадь в Могилеве. Бачим так само за Светлану Тихановскую. И бачим активистов. Мы бачим активистов кого? Давайте знакомиться. Народная громада. За кого вы собираете подписи? За Тихановскую. Народная громада Статкевича за Тихановскую собирает подписи? Да. А у вас есть кандидат Владимир Непомнящих? Приедет и будем поддерживать непомнящих. В данный момент его нет. Ага. То есть вы готовы збирать и за того, и за другого. Але чому? Кожен з кандидатів імкнеться перемогти на виборах, а ви і підтримуєте і того, і до другого. Як? Чому? Позиция народной громады, моя личная, мирный протест. Никаких выборов, когда избирается Лукашенко и считает Ермошина. Дякую велике, дякую. Тут вельми гучно гучить музыка, тому мы не будем долго затрымливаться, будем рухаться далей. Будем рухаться далей. Бачим, что тут есть так само пикет, не пикет, а рекламные листы за сбор подписей за Николая Козлова. Это старшиня Об'єднаної громадянської партії, але не можемо тут розмовляти, бо вельми гучно гучить музика, будемо рухатися далі. Бачимо, що Сергій Тихановський разом з прихильниками пішов по вулиці уздовж площі тут Могилевской, закликаючи у мегафон людей прийти і підписуватися. І бачимо, що велика кількість людей пішла побач з ним. Під'їхала міліцейська машина, наколькі адсюль бачна, невядома, ці яна спынілася па нейкіх сваіх справах, ці гэта спыніліся супрацоўнікі міліцыі паразмаўляць з Сергеем. Зараз мы падыдзем, паспрабуем гэта высветліць. Бачым, што канцэнтруюцца тут людзі, немалая колькасць. Будем наближаться и глядеть, что тут отбывается. Да, сапраўды, размаўляюць супрацоўнікі міліцыі з Сергеем Тихановским. Зараз мы падыдзем и высветлім, якія пытанні яны абмяркоўваюць. Что это за беспредел? Кто стоит? Более 5 минут. Мы проехали вперед и вернулись обратно. Вы нарушили правила, две сплошные. Предъявите удостоверение, люди хотят знать, кто вы вообще. Что вы творите такое? Показывайте удостоверение свое. У меня ребенок маленький. У него маленький ребенок. Отпустите, пускай человек едет. Кто вы? Вот мое удостоверение. Старший сержант милиции Родькин Артем Сергеевич. Стыдно так делать. Отпустите человека. Что вы делаете? Сами нарушайте. Не стойте на проезжей части. Одну секунду. Так треба розуміти, що супрацовники... А зараз перепитаємо у кіроўцы гэтага аўтамабіля, што здарылася, якія прэтэнзіі былі. Дзень добры, скажите, будь ласка, тэлеканал Белсат, скажете што-нибудь? Дякую, добра, прабачце. Супрацоўнік міліцыі спыніў аўтамабіль. Зараз высветлім у Сергея. Кіроўца зараз не гатовы размаўляць. Сергей, скажите, будь ласка, што здарылася? Скажите, класска, что вы зараз Машина стояла, получается, просто на остановке. Гаишники включили маячки свои и пересекли две сплошные линии. Просто вот и все. И подошли проверить якобы просто документы, хотя сами нарушают правила дорожного движения. Две сплошные пересекать никому нельзя. Это было превышение должностных полномочий. Не более того. Кіроўца спыніўся дзеля чаго? Каб прыйсці сюды падпісацца ці што? Кто еще раз? Водитель, он хотел подписаться, спынился? Нет, водитель просто остановился, там у него маленький ребенок в машине.
Он, может, кого-то высаживал или забирал, я не знаю. Как бы тут же диагностический центр, здесь же можно выходить. 5 минут на остановке разрешено останавливаться для высадки и посадки пассажиров. Поэтому, Что вы думаете, чему так здарається? Что еще раз? Что думаете, чему так здарається? Ой, потому что у нас такое правительство, и надо все-таки все менять. Ви сьогодні тут як? Ви прийшли дала підписатися? голос. Підписатися, да? Тобто ви не випадково тут на цьому місці, да? Не. За кого б хотіли підписатися, чому? Тут кілька кандидатів. Я Тихановского. А что вы ведаете про Тихановских, чему за их? Ці верите, что то и что? Потому что они люди, они обычные люди, и они хотят для нормальной жизни, для таких же людей, как они сами, вот и все. Але Тихановські кажуть, що вони якби, принаймні Світлани, і що вона кандидат протесту, що вона може і не дійти до виніку виборів. Ну, мы сделаем все, чтобы она прошла. А коли не, пойдете голосовать, будете протестовать, не пойдете голосовать? Голосовать пойду, но, по крайней мере, против Лукашенко в любом случае. Дякую велике, дякую. Ну ось таким чином ми бачимо, що тут висвітлили ситуацію. Кіровці спинився близу площі. Чому тут уже не висвітлим, а Максима прийшов підписатися, Максима по деяких своїх потребах співпрацовник міліції спробував виписати некое покарання, ці некую завагу зробити, але у виніку все завершилося добре, йому вернули праві кіровці, і от ця ситуація так от розв'язалася, ну, удало, треба сподіватися. Ми ж тим часом вертаємося на площу, у центр усіх подій, і вже бачимо, що, да, справді, повеличилася кількість присутних. Ми вже бачили, що тут стояли такі шереги людей для того, щоб поставити свої підписи. Будемо вертатися до цих людей. Ну і будемо паралельно слухати Сергія, бо він тут сьогодні у центрі уваги. Люди з ним просять фотографуватися, просять ставити підписи. Ну, от бачимо, селфі з тапком і з Петром Тихановським. Ну, поглядім на це. Ну, пакуль тут відбувається така фотосесія з головним удільником сьогоднішньої події. Будемо розмовляти з молодими людьми. Добрий день. Молоді люди, ви прийшли так само підписатися, сфотографуватися, ці музику послухати. Да, за Светлану Тихановскую. Что вы ведаете про Светлану? Я ведаю, что яна жонка Сергея Тихановского, вроде бы як, ну, предприниматель. Чому со стягом? Что хочете сказать стягом? Стяг – это наша историчная символика. То я не признаю зелено-красный стяг. Вы сподіваєтеся, що Світлана, коли буде, то вона не змінить, попливає на то, як вона вернулася, чи ні? Усе возможно. Дякую вам, дякую. Бачимо, тут люди вітають. Будемо підходити, розмовляти. День добрий. Давайте знайомитися. Здравствуйте, давайте. Ну, розказуйте, що, які ваші настрої на цю подію, огляд на політичну подію, на вибори. Настроение положительное, очень много людей в Могилеве, чтобы так собралось, я не знаю, только на 9 мая так собираются люди у нас. Но я очень рад, что у нас становится все меньше людей, которые, скажем так, пассивно себя ведут. Я, в общем-то, призываю людей к этому не бояться, потому что, я вот вижу, сколько людей тут за кандидатов собирает, да, подписи. А где за нашего президента? Тут кто-нибудь стоит? Все мы... Он, до речи, сказал, что 200 тысяч уже собрал. Ну да, он собрал, но все мы знаем, как он их собрал. Как там по школам, по предприятиям. У меня и много знакомых, они рассказывают, как это происходит. Я хочу сказать вот что, чтобы люди не боялись говорить «нет». Это самое важное. Коли так здариться, что Светлана не будет зарегистрирована кандидатом у президенты, так, про это Сергей не выключая, что это кандидат протесту, так, то сказать «нет». Вы готовы? Вы готовы протестовать? Вы будете голосовать, вы не будете голосовать? Не, голосовать я буду однозначно. Любой кандидат, кроме действующего, это против. Поэтому я буду голосовать однозначно, кто бы это ни был. Вот, а говорить «нет», да, конечно, я готов. А что значит говорить «нет», по-вашему? Как вы готовы сказать «нет»? И «нет» чему? Нет действующему режиму, скажем так, действующей власти, потому что, это неправильно. 25-26, сколько уже лет? Столько лет находиться, это неправильно. Я знаю, что и в августе, может, кто-то выйдет, кто-то не выйдет, будем смотреть, как будут разворачиваться события.
я поддержу. Дякую вам велике. Звернем увагу, що тут кінець дня, якби година пік, шмат людей проходить мимо, людей, і автомобілі, і вот ці автомобілі вітають тут собраних на площі сигналами такими. Вельмі многія людзі стаяць не ў чарзе, то будзем размаўляць з гэтымі людзьмі, ці яны прыйшлі паглядзець на гэтую падзею, ці прыйшлі паўдзельнічаць. Дзень добры. Молодой человек, скажите вы про себе, ці вы прыйшлі паглядзець на тое, што адбываецца, ці паўдзельнічаць, скажите, калі ласка. Вообще с работы ехал домой, вот, смотрю, тут народ стоит, подошел, это, наверное, за так называемых кандидатов от оппозиции, да? То бок вы не ставите подпись, вы пришли поглядеть, что тут отбывается. Я вообще жду своего транспорта. А это блогер наш пресловутый, да? Ну так, але что вы думаете вот про это вот все? Да, чему вы избираетесь от кого-нибудь подпись ставить, ці не? Еще пока я не определился. А что думаете про то, что зараз тут отбывается? Стоят люди, и, ну, как и во всем мире, наверное. Як вы ставіцеся, вот, гэта фактычна палітычная падзея. Людзі прыйшлі прыняць удзел у такой палітычнай акцыі, як прэзідэнцкія выбары. Тое, што тут немалая колькасць людзей, вот што вы про это думаеце? Для Магілёва гэта звычайная падзея ці незвычайная? Так время какое, может, еще с работы едут люди, может, больше пришло, может, меньше, если бы дождь был. Ну, а так, сколько есть, сколько есть. Ну, вас здзіўляе гэта ці не? Вас гэта здзіўляе ці не? Сейчас, один момент. Ці ж часто люди збіраюцца ў Магілёве? Не удивляет. Раз выборы идут, так и... А вы сами готовы удельничать? Ну, мне по возрасту, конечно, удельничать буду. Ну, выбирать только за кого, не знаю еще. Узначаетесь, да? Еще 2 месяца. Вот. Хотел его спросить, у Тихановского там народу много. Хорошо, Вопрос. хорошо. Может, и подойду, спрошу. Калі не секрет, то есть вы вызначаетесь с кандидатом, а ці хотели бы изменить то, что есть, ці не хотели бы? Як что на сегодня можете сказать? Ну, Ці все вас задовольняє сегодня? Ну, в смысле устраивает? Житё, задовольняє житё. Мне отлично. Я живу, работаю, семья, дети есть, поэтому... То може перемен не треба. То може перемен не треба. Ну, в семье точно не надо, пусть так все остается. А в Украине? Ну, а что в краине? В стране нормально. Ну. Окей, дякую. Давайте пусть люди определятся. Да, конечно, да, дякую. Да. Вот мы зараз то пойдем... За всех не могу ответить, за 9 миллионов. Не, я тільки за вас. Розумію, да, тільки за вас. Тобто ми зараз підійдемо ще до людей, які стоять на припинку. Да. Сергей, можно говорить? Думаю, да, калі ласка, проходьте. На гэтым, вот мы зараз, я прапаную падысці до людзей, які стаят просто на прыпынку, якія не прыйшлі стаць у чаргу, што яны думаюць пра тое, што тут адбываецца, ці яны хоць увогуле ведаюць, што тут адбываецца. Вот некаторыя людзі нават перапытваюць у журналістаў, хоць это не наша задача, не мы арганізуем эту акцию, не мы адказваем за яе правядзенне, але вот такія пытанні нам паступаюць. Добрый день, хотели познаёмиться с вами и запытаться, ці вы тут стоите на прыпынку, ці вы прыйшлі на площадь сюда? Я уже была на площади, я уже отдала свои данные. Зразумела. То бок вы не просто выпадково? Нет, не выпадково, я пришла сюда. Ці ви нешта падобнае ў Магілёве тут бачылі, як давно, як часто? Нет, такого я не бачила, такое упершыню, и вельмі цудоўна здесь, тут атмосфера, вельмі приемно бачыць шмат людей. Живи, Беларусь. Дякую вам. Скажите яшчэ, калі ласка, калі, скажем, ваша кандидата, за якого вы сёння не подписали, не зарегиструюць на выборах, ці пойдзеце вы голосовать, ці вы будете протестовать? Вот, як закликаюць кандидаты протесту? На данный момент я думаю, что я не пойду голосовать. Чему? Ну, так я лічу, так треба зробити. Калі не ваш кандидат, то ніякі, так? Да, то ніякі. Дякую вам вялікі, дякую. Дякую вам. І вам всього доброго. Ну вот, меркаванне людзей на прыпынках, ну гэта таксама удзельнікі, можна сказаць, этой падзеі. Паразмаўляем з людзьмі, якія прыйшлі просто сесці в аўтобус. Калі мы такіх знойдзем, конечно. Зараз паспрабуем паразмаўляць з іншымі людзьмі.
Я нагадаю, што тэлеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з Магілёва. Мы распавядаем пра тое, як адбываецца збор подпісаў за кандыдатаў на ўдзел прэзідэнцкіх выбараў. Тут збор подпісаў праводзіць Сергей Ціхановскі за сваю жонку Святлану Ціхановскую і яшчэ некалькі кандыдатаў. Прынамсі, гэты збор сёння абвесціў менавіта Сергей. Мы размаўляем з людзьмі, яшчэ трываем у эфіры дастатковы час, і зараз я перадаю слово маёй калежанцы, магілёўскай журналістцы Алене Скрабуновай. Алена Скрабунова будзе зараз заставацца з вамі ў эфіры. Мы яшчэ з вамі таксама сустрэнемся. А зараз ёй слова, калі ласка, Аліна. Дякую вялікі, Галіна. Паважаныя гледачы, нагадаю, што першую гадзіну сустрэчы каманды Сергея Ціхановскага, Святланы Ціхановскай у Магілёве з вами была Галіна Бакунчык, а наступныя паўгадзіны з вами правяду я. Я раскажу вам, што тут на гэты момант, праз гадзіну пасля пачатку збору подпісаў стаіць 4 вялікія чаргі. Як я магу арыентавацца, што ў кожнай чарзе прыкладна па 100 чалавек. На пачатку гэтага сустрэчы у Магілёве на плошчы было ўсяго толькі 2 такія вялікія чаргі. Пакуль Галіна вела стрым, я таксама прайшлася, пагаварыла з людзьмі. Многія з іх прыйшлі сюда з сем'ямі, прыйшлі сюды з дзецьмі. Некаторыя прынеслі нават тапкі, сімвал кампаніі Сергея і Святланы Ціхановскіх. Мы спыталі, дзеля чаго яны прынеслі, яны сказалі, каб падарыць гэта Сергея, і ён зрабіў з гэтымі тапкамі то, што ён мусіць з імі зрабіць. Па часе мы трошки аддаліліся ад месцаў, дзе збіраюцца непасрэдна подпісы за кандыдатаў у кандыдаты ў прэзідэнты. І цяпер будзем набліжацца да гэтых месцаў, таму што я хочу пазнаёміць вас найперш з людзьмі, якія ўжо удзельнічалі ў акцыях Сергея Ціхановскага і праз гэта адчулі рэпрэсіі. 5 траўня, калі Сергей упершыню са сваёй камандай прыехаў у Магілёў, тут адбыліся жорсткія затрыманні, і яны адбываліся наступныя яшчэ дні. Людзей пасля судзілі, прызнавалі вінаватымі і адпраўлялі на суткі. Зараз яны тут, як яны мне сказалі, дзеля таго, каб паказаць, што яны нічога не баяцца. Давайце знойдзем іх у натоўпе і спытаем у саміх. Некаторыя, нагадаю вам, што сёння тут у Магілёве на плошчы насупраць гарвыканкама збіраюць подпісы не толькі за Святлану Ціхановскую, кандыдатку ў кандыдаткі, а таксама і за іншых. Свае сталы выставілі сябры ініцыятыўнай групы Валерія Цапкала, Андрэя Дмітриева, а таксама Мікалая Казлова. Гэта з тых, што мы маглі пабачыць. Вось якраз адна з сябраў ініцыятыўнай групы Мікалая Казлова і адчула рэпрэсіі ў свой бок. Зараз мы рушым да яе праз чэргі людзей. Вось, дарэчы, давайте спынімся тут і паглядзім, колькі тапак прынеслі Сергею Ціхановскаму. Самых розных. Добрый дзень. Добрый. Скажите, калі ласка, вы маете до гэтага дачынення? Да, абсолютно. Приехал, привез там таких грязных 2 тапка старых. Ну а вот что вы это зрабілі, расскажите. Надоело все, честно говоря, надоело в страхе жить. И внучка родилась, и не хочу, чтобы ни дети, ни внуки так не мучились так. Нету правды, просто нету правды. Просто живите по Конституции и все. Ничего не надо. Ни лучше, ни хуже. По закону. Виноват — отвечай. Не виноват — не отвечай. А не беспределить, правильно? На во что вы сегодня сюда приехали? Я вот с работы жену дождался и увидел, что... Чтобы высказать, отдать свой голос. Вот и все. Скажите, ласка, вы будете подписываться только за Светлану Ціхановскую или за інших кандидатов? Ну, мне нравится пока семья Ціхановских, и все же в курсе, что как бы человек, не каждый может открыто правду высказать. Не каждый в нашей стране, все боялись, это естественно. Надоело бояться. Просто параллельно идет сбор подписов за інших кандидатов, вы не будете их подтримливать? Как бы надо же все равно определяться к одному. Я склоняюсь пока за Тихановскую.
Скажите, а вы сами з Могилеву? Да. Ці чекали, що сьогодні буде така активність. І як по-вашому, ввогуле, це активно? Это еще так в 5 часов начала, это люди рабочий день, вы же учитываете то, что вот я бы приехал сразу, но жену дождался. Пока ж, поехали. Я думаю, в выходной день тут, поверьте мне, будет вельми шмат народу. Верите, что Сергей Гожонка сможет собрать необходимую колькость подписей? Конечно, конечно. Время покажет жизнь, вы же поглядите. Это же не придуманные люди, и никто не платит ничего. Что просто уже некуда бояться в страхе жить. Зачем такая жизнь, когда жить в страхе? А ці верите, що яны з гэтымі подписами змогуць пройти уже у кандидаты, у президенты? Не знаю. Жизнь покажет. Не знаю. Много... То, что надо что-то уже двигаться, надо что... Честно, пускай Лукашенко выиграет, по-честному. Пускай любой выиграет, по-честному. Чтобы это было открыто, вот, пожалуйста. Без всяких потасовок. Тогда, кто выиграет, главное, чтобы честно выборы были. Вот и все. Мы заслужили, Беларусь заслужил честные выборы. И честную жизнь, честную. Вот и все. Дякую вам велике. Всього вам доброго. А ми все ж таки рушимо далі. Тут якраз столи країни для життя. На їх я бачу пальчатки і влажні серветки. А ось Тетяна Сіваченко. Ми якраз хотіли тобі задати питання. Тетяна входить у ініціативну групу Миколая Козлова. Так, але я ведаю, що ти так само была на акциях Сергея Тихановского у Могилеве и потерпела от этого. Расскажи, что отбылось. 5 мая должна была состояться встреча с Сергеем Тихановцем. Мне, как политическому активисту, конечно, очень интересно такого рода встречи. Я подошла на эту встречу, чтобы посмотреть, что там происходит. Буквально, может, я поприсутствовала на ней 10 минут, после чего я получила 3 суток ВВС и 25 базовых величин штраф. И да, вхожу я в инициативную группу Николая Козлова, потому что это в первую очередь лидер моей партии. И сейчас мы проводим кампанию «Уходи». Мы хотим, чтобы Лукашенко ушел в отставку, выполнил свое обещание, которое он дал в этом году. Пообещал, что если люди его не поддержат, то он не будет больше президентом Республики Беларусь. Татьяна, скажите, не кривдно тебе, что 8 месяцев назад это все было заборонено, за это людей саджали на сутки, а сегодня тут и весь город, и как бы никто не отчувает никакой погрозы. Ну, это единственный вообще момент, вот эти предвыборные кампании, выборные кампании, когда мы можем официально вот таким образом выходить. Поэтому мы никогда их не пропускаем и всегда всяким образом участвуем. Ну, конечно, обидно то, что у нас вот эти все судьи, милиционеры, они, наверное, не учат и не знают вообще статей Конституции, где любой человек имеет свое волеизъявление и имеет право участвовать в различного рода мероприятиях. Это, то есть, не запрещено законами. Скажи, будь ласка, ось сьогодні тут планувався зустріча, збір підписів менавіта за Світлану Тихановську. Але ви так само вирішили сюди прийти зі своїм пікетом. Чому? Потому что это сейчас акция против направлена Лукашенко. И, естественно, я думаю, что сейчас пришло время, когда все кандидаты просто обязаны объединиться. У нас вот на сегодняшнем этапе цель одна. Это то, чтобы Лукашенко ушел. А ось таке питання, чи готові всі кандидати на этом этапе объединяться? Ну, это сложный очень вопрос, как был, так и остается. Некоторые готовы, некоторые, я думаю, не готовы. Но это уже, наверное, надо персонально обращаться к каждому. Ну, добре, а скажите, чекала ти сьогодні ось стільки людей в Могилеве? Ці это мало, ці это много, на твой погляд? Ну, по сравнению с тем, что было в Минске, это мало, но по сравнению с тем, что обычно происходит в Могилеве, то это очень много. Поэтому я очень рада, что люди у нас начинают просыпаться, и их начинает интересовать как бы гражданская позиция. Может быть, они наконец-таки понимают, что их права ущемлены, и они стали все-таки выходить и интересоваться хоть чем-то еще. Добре, дякую тобі, велике, Тетяна. Покуль.
Так, прапаную пройсці па чарзе і паглядзець, хто зараз тут стаіць. Я бачу, таксама прыйшла вялікая сям'я з дзецьмі. Давайте зараз да іх падойдзем. Добрый дзень. Адкажыце, калі ласка, на пытанне. Вы ў прамым эфіры тэлеканала Белсат. Раскажыце, з кім вы сюды прыйшлі сёння і навошта? Мы пришли со своей семьей, с друзьями, для того, чтобы проголосовать за кандидата Тихановскую. Чаму хотите падтрымаць гэтага кандидата? Ну, на мой взгляд, она самая лучшая, более-менее надежда для Беларуси. Як вам сённяшняя атмасфера? Ці чакалі тут столькі людзей пабачыць? В принципе, да, ожидала. Может быть, даже больше. Ці верыце вы ў тое, што ваш голас, голас вашай сям'і нешта зменіць на гэтых выбарах? Обязательно изменит. Наверное, да. Ну, конечно, должно измениться. Все-таки не зря Сергей старается. Столько людей подписывается и выходит, и борется с этим. За перемены. Обязательно за перемены, за лучшее в нашей жизни. Все обложено налогами, жить-то невозможно стало совсем. Поэтому только так. Будем выходить и бороться. Да, гэтуль таксама былі выборы. Чаму менавіта зараз вам мусіць змяніцца нешта? Ну, не ходил никогда на выборы. Как-то не видели перспектив никаких. А сейчас уже смотрим, что что-то будет, наверное, должно быть. Поэтому все, вот мы, друзья, все выходим и подписываемся. И будем на выборах тоже смотреть, ходить. А ось мне цікаво, што вы ведаеце пра самого кандидата Светлану Тихановскую, ну и про Сергея Тихановского, конечно. Ну, я слежу за ним уже месяц, поэтому, вижу, что человек старается, ездит по всей стране. Ну, а с женой, вы сами знаете, с женой так получилось, что она молодец, она, я считаю, подвиг совершила, что вот так поступила. Вот, дала нам надежду. Поэтому за нее, за него, за них. И за народ. Дякую вам велике, всього доброго. Молодой человек, так глядите, я мушу спытать, вы так само хотите выказаться? Ну, я за Лукашенко против, конечно, но у нас Могилев, конечно, чистый город. Могилев вообще сам по себе хороший. Вы поставили свой подпись сегодня за кого из кандидата? Я вчера ставил подпись, да. Вот. Ну, Могилев, что... У нас хорошие люди, белорусский народ, все белорусский язык знают. Я тут в школе учился, знаю. Скажите, будь ласка, ці чекаєте ви ніяких перемен от выборов у 2020 году? 9 июня будет выборы, я не пойду. А что опять президент наш будет, то же самое будет. Вот. А скажите, будь ласка, ці ведаєте ви, хто така Светлана Тихановская? Нет. А за кого ставили подпись? Не за Светлану? Нет. А за кого? Я даже вчера не помню, ну, я тут вчера и был. Ясно. Дякую вам велике, всього доброго. Давайте все ж таки спитаємо людей, наколькі добре я не ведаю тих кандидатів у президенти, яких я не хочу підтримати своїм підписом. Добрий день. Ми знаходимося у прямому ефірі Белсата. Скажіть нам, будь ласка, на питання, навіщо ви сьогодні сюди прийшли? Чтобы в нашей стране были перемены, проголосовать за Светлану Тихановскую. Точнее, не проголосовать, а ставить свою подпись, как кандидата в президенты. Нам вельми цікаво почути, а чому ви обрали гэтага кандидата у кандидаты, чому Светлана Тихановская, что вы про ее ведаете? Про саму Светлану, конечно же, я не знаю ничего, потому что это человек не публичный и совсем ничего не знаю. Но ее муж, конечно, очень известен. Не только тем, что он ведет канал «Страна для жизни». Чому ви у його вірите? Що у вас вам подобається? Я не могу это объяснить. Это просто на уровне интуиции, наверное. Просто верю и все. Вот как раз мы разговаривали об этом сейчас с друзьями по поводу того, что меня всегда спрашивают: ты уверена, что он не проплаченный? Я говорю, я не могу в этом быть уверена точно, но сколько нужно платить человеку,
чтобы он месяцами не видел детей, месяцами не видел жену, и находился в таких условиях, сидел сутки. Ну, то есть вот все это перечислить, это нереально просто выдержать, просто за какие-то деньги. Это нужно такой энтузиазм иметь, которым он теперь заражает всех нас. Дякую вам велике, всього доброго. Зараз я пропоную пройти наперед. Там стоїть жихар Могильова, просто жихар Могильова, Ігор Шемяльов. Зараз я вам трошки розкажу перед історією. Його п'ятницю відбудеться суд. Його судять нібито за акцію, уділ у акції Сергія Тихановського. Але ж ён заявляе, што яго не было на месцы гэтых падзей. Давайте паслухаем самого Ігора. Прывітанне, Ігор, мы знаходзімся ў прямым эфіры Белсата. Я трошки пазнаёміла наших гледачоў з тваёй гісторыяй. Скажите, готовы ты до суда ў пятницу? Да, конечно, готов. Я ожидаю, что все будет сложится в мою сторону. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Потому что здравый смысл он все-таки должен восторжествовать. Вот. Собственно, ожидания положительные. Не знаю, на самом деле. У нас живем в такой стране, что ожидать на 100% чего-то нельзя. Не знаю. Настрой ось, глядзі, на той акцыі цябе не было, і гэта ты даводзіў да суду. Да. Так, суд разглядае і вырашыць свой вырак. А на сённяшнюю акцыю ты прыйшоў. Чаму ты гэта зрабіў? Потому что я не согласен с тем, что вокруг происходит. Я поддерживаю Сергея Тихановского, да, и пришел выразить свою гражданскую позицию, да, поставить подпись за него. Да. Хочу, чтобы что-то в стране уже поменялось. А ці добра ты ведаеш, хто такі Сергей Тихановскі і, прынамсі, кандыдат, якую ён прадстаўляе, гэта Светлана Тихановская? Да, конечно. После всех этих событий еще активнее начали просматривать его канал, да, следить за тем, какая риторика, к чему вообще все это. Вот. И лично я могу, наверное, говорить за свою семью, мы поддерживаем Сергея, мы за перемены. Так, а вот чаму вы падтрымліваеце менавіта Тихановскіх? Што вас прываблівае ў іхных абяцаннях? Я верю в его искренность. Я верю в его искренность в то, что он хочет поменять что-то в Беларуси, чтобы перемены пришли, чтобы застой этот уже наконец-таки закончился, и чтобы что-то менялось. Потому что 26 лет это очень много. Дякую табе, Ігор. Всяго добрага. Зараз мы зірнемся і паспрабуем знайсці, дзе Сергей Тихановскі сам зараз знаходзіцца. Я бачу, што ў Магілёве да яго не падыходзяць так актыўна людзі, не дзеляцца сваімі гісторыямі, як гэта адбываецца ў іншых гарадах, но затое все актыўна прыносяць тапкі. Вось зараз будзем праходзіць праз чэргі людзей, якія не сканчаюцца, каб знайсці Сергея Тихановскага і задаць яму яшчэ пару пытанняў. Вельмі хацелася бы пачуць, колькі яны назбіралі подпісаў вось цягам сённяшняй акцыі. Так, Сергея мы пабачылі, яго зноўку акружае натоўп людзей. Па-іншаму сёння проста не бывае. Людзі ходзяць за Сергеем і хочуць пачуць, напэўна, што ён ім скажа, ці выказацца самастойна. Зараз мы падыдзем і паслухаем, што кажуць Сергея людзі. Ой, выбачай. Виталий Шкляров, который занимается избирательной кампанией, и Сергей, который бывший ФСБшник. Нет? Какую роль они играют в вашей деятельности? Все в нете. Я понял, надо проверять информацию, да, во-первых. Во-вторых, где вы в нете видели, вот, например, про Собчак, эту историю? В Израиле, что вы отдыхали? Да. Ну, на сайтах листаешь, все пишешь. Так, может, надо проверять как-то информацию. А как проверять? Я Собчак скажу, я с ней знаком был в 2013 году. Вот, все-таки был. Послушайте. Да. Я продюсировал съемки до этого момента. То есть фильмы, рекламу снимают, да, люди, а кто-то это организовывал. Вот я этим занимался, я организатор. И в 2013 году, 7 лет назад, мы снимали рекламу Израиля. Приезжайте отдыхать в Израиль.
со всеми российскими звездами. Дибров, Виторган, Собчак и другие. Вот. И там я с ней сфотографировался на съемках. Понимаете? Спасибо. Это моя работа была. Спасибо. Больше я с ней не виделся никогда. Спасибо. Всего хорошего. Ви у прямому ефірі Білсату. Розкажіть, будь ласка. Привет, Белсат. А где камера? Куда смотреть? Будь Сюда? ласка, наша камера. Люди сьогодні приносять вам тапки. Але некоторі глядачі ще не ведають, що це за символ вашої компанії, що він означає. Розкажіть, будь ласка. Ну, это, наверное, даже не символ нашей компании. Вот. Был ролик когда-то у нас на канале, в принципе, он висит. Женщина, одна из города Глубокая, сравнила нашего диктатора с тараканом. Он всего лишь один такой маленький, ужасный, с такими усиками. А нас так много всех, и мы его боимся. Вот. И после этого как-то закрепилось там «Стоп-таракан». Я, наверное, подхватил, да. И люди начали предлагать решение, как же победить таракана. И вот тапок и дихлофос, да. Дихлофос как-то не прижился, но вот тапок прижился. И люди говорят, прихлопнем таракана, вот, и начали приносить тапки, да. Ну и мы начали их призывать к этому тоже, чтобы как-то самоидентифицироваться. Наши пикеты уже в Минске и в других городах, они с тапками, с большими такими ростовыми тапками. На машинах, на которых мы ездим, на крыше тапки большие. Некоторые машины еще вот оформляются сейчас. Вот. И это такой символ действительно перемен. Да не нашей компании, символ перемен в Беларуси. Как-то так, да. Сергій, скажіть, будь ласка, а мета вашої компанії яка? Мы-то, ну, прежде всего, вот мы почему ездим по городам, чтобы показать, что нас много белорусов, бояться нечего, нужно выражать свое мнение и бороться за свои права, показывать свой протест. Возможно, это репетиция какого-то большого, мирного, мы белорусы, мирные люди, длительного будет процесс. А может быть, он уйдет сам, увидит, что люди его не поддерживают, люди хотят перемен и честных выборов. Я не знаю, как будет, но мы используем вот эту часть избирательной кампании для того, чтобы встречаться с людьми, общаться, значит, и заряжать их позитивом. Потому что если бы не мы, я не знаю, люди бы, может, в этом году, так же, как и 5 лет назад тоже, ну а кто, ну а что, ведь государственные СМИ не показывают правду, не показывают, что столько людей. Представляете, вот здание Белый дом, напротив такая стоит толпа людей, и этого не будет в государственных СМИ. Я вообще не понимаю, как это. Спасибо Белсатову за то, что есть Белсат, показывает правду. На многих наших пикетах Белсат приезжает. Вот, и это хоть какая-то альтернатива. Вот еще, по-моему, Радио Свобода, еще несколько СМИ у нас есть. Хотя и среди, там, так сказать, независимых, полунезависимых СМИ есть вопросы. Тутбай вот в Минске показал, что 200, написал статью, 200 человек была очередь, а мы собрали 3000 писем. Очередь была 900 метров до метро. Я не могу понять, как журналисты это пишут. Может, в начале или в конце они были, я не знаю. Но ведь целый день же с 12 часов люди стояли. Вчера в Барановичах 7 человек, вот сегодня тоже 7-8 собирают подписи. Собирала подписи, и около 100 человек не успело. Стояли по 3 часа, люди не успели. Никто не расстроился. Все понимают, что мы пришли голосовать ногами, показать, что нас много, и мы едины в этом, белорусы, в том, чтобы были перемены, были честные выборы в этом году. Сергій, ви кажете, що акції протестні. А в чим сутність протесту этого? Ну, вот это не протест, в принципе, это сбор подписей за кандидата. Но видна протестная аудитория, это она приходит. Те белорусы, которым не все равно и которые готовы, они вот этим показывают, что не дай бог будет фальсификация, не дай бог он опять пойдет, а они этого уже терпеть не будут. Они будут бороться за свои права и выйдут, если надо, и на площадь, и забастовку, может быть, начнут. Я не знаю, люди разные говорят, ну посмотрим. Но то, что такая большая поддержка по всем городам, вот вы, если побудете до 10 вечера, то я думаю, что до 10 еще будут приезжать и ставить подписи. Як ви оцінюєте підтримку у Могилеві зараз? Ці такої ви чекали замало, завелико? Дело в том, что не только Могилев там, или какой-то другой город, это уже такая тенденция по всей стране, во всех городах. Поэтому, конечно, я ожидал, что будет столько людей. Уже после Минска стало понятно, что людей будет много и во всех городах. Во всех. Белорусы вот в этом едины, в этом своем стремлении. Такой запрос большой на перемены. Стоп-таракан. Скажіть, ось люди до вас підходять, вони цікавляться вами, вашою жінкою, чим, хто займається, що ви пропонуєте?
Ну, иногда спрашивают, сейчас на этом этапе нельзя говорить о своей программе кандидатам, за это могут снять. Биографию мы повесили. Ну, это не настолько важно. Сейчас ведь этап это когда собирают подписи за то, чтобы стать кандидатом в президенты. Сейчас идет работа инициативных групп. А на следующем этапе, когда будет агитация, если мы дальше туда пойдем, сможем собрать подписи, и она их зарегистрирует, то тогда можно будет проводить агитацию уже в полном объеме, большие массовые митинги по всей стране. Сергей, я думаю, что это питание можно будет задать, потому что мы пытались у людей ведать, они за кого расписываются, кто такая Светлана Тихановская. Да, и расскажите нам, чем она занимается, чем она зарабляет. У нее дети, вот, поэтому сейчас она, можно сказать, не работает, домохозяйка, занимается воспитанием детей, она имеет педагогическое образование, отличный английский, значит, какое-то время она там еще занималась, как это сказать, болит горло, на дому, в общем, занималась с детьми английским, вот, как это называется правильно? Репетиторством, да. То есть простая белоруска, да, которая любит своего мужа и в нужный момент приняла правильное решение. Ясно, дякую вам велике. Спасибо. А зараз люди будут свои питания задавать Сергею, мы так само хотим послухать. Я хочу, конечно, девиз у вас «Хорошая страна для жизни». Мы все хотим жить в стране, в которой нам бы было хорошо, уютно и комфортно. И достаток, чтобы был, и чтобы мы здоровы были. Это очень важно. Потом в этом мы с вами совершенно сходимся. Ну, вот хочу такой вопрос вам задать. Жизненный совершенно. Вот скажите, я немножко наблюдаю, интересуюсь этими вопросами. Я знаю, что когда парад Победы проводился, вы немножко так были против того, чтобы этот парад состоялся. Почему? Пандемия коронавируса. Да, пандемия. Вот, я в связи с этим, видите, я в маске, вы в маске, вот люди вокруг маски. Так на парад Победы была пандемия, а сегодня ее нет или как? Вот хочу вашу позицию узнать. Да, вот как вы к этому относитесь? Самая страшная болезнь для Беларуси это не коронавирус все-таки, это таракан, который уничтожил столько белорусов, 1 миллион белорусов по паспортам мы только потеряли с 90-х годов. И 2-3 миллиона работает за границей. Это сделал один человек. Он профессионал во всем. Вы немножко уходите от коронавирус ответа. у нас сколько человек убил, как он говорит сегодня. Ну, так это ж не его вина, что Как он это убил. не его? Да. Я просто вашу позицию хочу знать. Тогда нельзя было, а вот теперь можно. Да, политическое мероприятие, нам надо избрать президента. Но если тогда было нельзя, почему сегодня можно? Посмотрите, дистанция не соблюдается. Соблюдаете? Что? Да кого же Зачем вы все... пришли? Я вопрос просто вам Ну, хочу я понимаю, задать. я объяснил вам, что для Беларуси самая страшная зараза. Мы должны это быть не здоровы коронавирус. все. Конечно, так разойдемся по домам, пусть он опять будет или что? Мне Давайте. ваша позиция есть. Поняли, да? Спасибо. Пойдем погуляем. А можно домохозяйка править государство? Так, Сергія увели, але йому ще хочуть задавати питання. Так, ми, напевно, пойдемо за Сергієм і послухаємо, що ще цікавить жихарів Могилєва від Сергія. На гэтай сустрэчы, на зборы подпісаў за Светлану Тихановскую ў Магілёве вельмі шмат блогераў, стрымераў. Таксама тут вельмі шмат міліцыі. Яна знаходзіцца ў цывільным, але, конечно, мы жыхары Магілёва яе лёгка можам пазнаць. Вось большасць блогераў, конечно, ходзіць за Сергеем Тихановским, тому што всем цікава, што ён кажа людзям і што людзі ў яго пытаюцца. А потом, когда поменяется власть, либо чуть раньше, еще у нас в законе предусмотрено 80 евро, по-моему, за каждый день, если ты незаконно отсидел. Я считаю, что это незаконно. И когда власть поменяется, либо раньше, люди еще получат компенсации за это. Поэтому вы тут немножко лукаете, когда говорите, что я сейчас ответственность закончу. не чувствуете. Нет, я спросил, Мы не чувствуете только ли? Я не чувствую. говорил, не чувствуете, не надо, зачем? Вот, И такой вопрос. Вот конкретно Степану я нанимал адвоката, бегал, занимался всей этой ситуацией. Я встречал его из ИВС, никого не было. То есть каких-то других людей, того же Буракова, да, или других людей, их встречали и прочее. Я к чему это задаю? Не потому что я пытаюсь это в упор поставить. Понятно, возможно, все проконтролировать, это очень тяжело. Поэтому я и задал вопрос, чувствуете ли вы лично ответственность за тех людей, которые впряглись, приехали, помогли, что-то попытались сделать? Ну вот по поводу Степана вопрос так и не был решен. Ему никто не помогал. Что я чувствую ответственность и каждому человеку, который выходил, получил штраф, ребята собирают, наши активисты, деньги.
И буквально несколько дней назад была информация, что всем было оплачено. Нет, вот он Кто стоит здесь. обратился, если он не А обратился, каким образом он как должен мы был? И куда? узнаем? А как, куда, А вот, куда и пожалуйста, как он должен был те, обратиться? кто выходил на вот эти митинги, протесты. Давайте зараз підійдемо до гэтага Степана і запитаємо, які у яго засталіся праблемы пасля рэпрэсій. Здаецца... Добрый день. Скажите, калі ласка, гэта не пра вас гаворка ідзе зараз? Нет? Добрый день. Скажите, гэта пра вас гаворка зараз ідзе, да? Можна вас на хвіліначку паклікаць сюды? Раскажыце нам, калі ласка, вы сутыкнуліся з нейкімі праблемамі пасля рэпрэсій? Вам трэба нейкая дапамога? Я столкнулся с такими же проблемами, как и все более 150 человек, которые были осуждены на сутки, либо получили штрафы. Я отбыл 5 суток ВВС. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация сложилась, что я безработный. Мне пришлось потратиться на адвоката, плюс оплата за ВВС. Получается так, что мне просто не из чего сейчас оплатить это. Но я совершенно не жалуюсь, конечно, я всегда поддерживал Сергея и сейчас его поддерживаю, потому что я люблю свою страну и хочу, чтобы она выкарабкалась из того болота, в котором сейчас находится. А вы звярталіся да яго па дапамогу? До кого? Да Сергея. Вы звярталіся па дапамогу? Нет, не звертался. Я не звертался за допомогой, потому что считаю, что он не может уследить за всеми людьми, которые были. И мне как-то совесть не позволяет все-таки. Мы все белорусы, и мы все должны отвечать за свои поступки. Хотя я считаю, что я, конечно же, ни в чем не виноват и имел абсолютно право высказаться. Поэтому... Дякую вам, вялікі Степан, за каментар. Спадзяюся, што вашы праблемы будуць развязаны. А я нагадваю, што мы знаходзімся ў Магілёве падчас пікету па збору подпісаў за Святлану Ціхановскую. Але адначасова разам са Святланай Ціхановскай тут збіраюць подпісы і за шэраг іншых кандыдатаў. На гэтым моманце я з вамі развітваюся, але наш онлайн-эфір працягваецца. Далей з вамі будзе Галіна Абакунчык. Дякую, Аліна. Мы працягваем наш прамы эфір з Магілёва. Прямая трансляцыя пра збор подпісаў за рэгістрацыю кандыдатаў на ўдзел у выбарчай праграме. І тут цэнтр увагі Сергей Ціхановскі, ягоная ініцыятыўная група. Дзе не збіраецца Сергей, як вы толькі што бачылі, там цэнтр размоў, пытанні, адказы. Гэта сведчыць пра тое, што людзям ёсць пра што запытацца, у людзей ёсць патрэба выказацца. І наша задача тут сёння ў Магілёве даць эту магчымасць людзям выказацца. Мы зараз абыдзем яшчэ раз плошчу, дзе адбываецца збор подпісаў, каб паглядзець, як яна выглядае. Яна выглядае запоўненай людзьмі. Людзі стаяць у шэрагах да тых месцаў, дзе збіраюцца подпісы. Пакуль мы пачнем абходзіць всю плошчу, я б хацела паразмаўляць не толькі з тымі людзьмі, якія прыйшлі і сталі ў чаргу, каб паставіць свае подпісы, але і з тымі, якія прыйшлі паглядзець, што тут адбываецца. Добрый дзень. Вельмі хацела з вамі паразмаўляць. Дазвольце, калі ласка. Не палохайцеся, вельмі проста. Ці вы ведаеце, што тут адбываецца? Мне такое ўражанне, што вы падышлі паглядзець, што тут за збор людзей. Правильно ці не? Мы ждем перемен. Перемен якіх? Ад каго? Подойдите, Крыласка, говорите. Да. Видите, мы сегодня тут у Могилёве специально, каб дать слово выказаться людям, могилёвцам. Выкажите, Крыласка, выкажитесь. Шмат у вас есть возможности выказаться. Старое прошло, теперь все новое. Что еще сказать? Новое это кто? Зараз... Новая власть. Естественно. У вашем бачанні хто гэта новая ўлада? Які чалавек? Я голосовала за Тихановскую. Чаму? Што пра яе ведаеце? Што хочаце ад яе новага? Якога новага? Я думаю, что будет... Что ты думаешь, Света? Человек, который говорит о том, что нужны перемены. Она со своим мужем выступает и приняла решение выйти в кандидаты. И для нас это тоже голос сказать, что мы хотим перемен и хотим новой власти, хотим человека, который был нового поколения, с новым видением для страны, с новым пониманием.
и чтобы люди были довольны, счастливы и свободны от страха и каких-то других угнетений, которые они чувствуют. Вот это хочется видеть у нас в республике. Скажите, вот сьогодні у Могильові ви бачите людей, так, які тут сюди прийшли на площу. Ті часто ви бачите вот таку кількість людей, які прийшли поудільничати в політичній акції. Іменно це політична акція. Первый раз. Ну, я, например, вижу. Я тоже в первый раз, это, я понимаю, историческое событие вообще для Могилева, для страны. И чтобы люди сами добровольно выходили, отдавали свои голоса, это для нас, наверное, вообще какой-то нонсенс, может, ну, удивление это точно. Можно я библейский термин скажу? То есть и стих из Псалмов 74, там последняя там строчки, да? «Власть нечестивых сломлена, вознеслась власть праведника». И я верю, что действительно праведный будет такой у нас президент, і буде у нас все окей. Дякую вам велике, дякую. А все ж таки, як ви думаєте, чому менавіта сьогодні люди прийшли? Чому не ви приходили 20, сколько там, 5-6 годов, а пришли сегодня? Ну, видно, созрело время, что-то произошло в мышлении людей. И, наверное, многие столкнулись с какими-то событиями, которые их затронули, и они поняли, что что-то здесь не так, и что нету помощи, в общем-то, со стороны тех, от которых они ожидают помощь. И, соответственно, вопрос, что делать, и один из ответов – это все-таки, чтобы было новый человек, новое правительство. Мы верим в это, что это будет для Беларуси положительно и для развития страны, для ее, не знаю, больше работы, працы, больше... Руху наперед, руху наперед, правильно? Да, вперед, хочется двигаться вперед. Процветай, Беларусь! Процветай, Беларусь! Дякую вам велике, дякую. Всього вам доброго. Ну, от такі настрої у Могильові, так? Зараз, як я вже казала, пропоную поглядіти, як виглядає площа. Обойдемо її все ж таки по периметру, поглядимо гэтыя черги, гэтыя ручайкі людей, які стоять до столов з подписами, люди тыя, хто подписалися. Я вже некаторых нават бачу, якія поставили свої подписи, казали нам про гэта, і яны не сыходзяць, яны стаяць і размаўляюць. То есть у людей настрои такие, что просто не збираюцца нават расходзіцца. Зараз падыдзем до одной з такой групы, размаўляем з гэтымі людзьми. Добрый день. Добрый день. Не только сигареты. Можем з вами поразмаўляць. Это телеканал Белсат. Мы зараз пробачьте, ласка. Мы зараз у прямом эфире. Просто хотим дать вам слово. Скажите, вы пришли сюда подписаться? Подписались и не подписались? Нет, мы не подписаться пришли. А что? Просто посмотреть, что кто хочет управлять государством этим. И что думаете про это, что кто хочет управлять? Каждая кухарка может управлять только на своей кухне. Извините меня, для того, чтобы править страной, я всегда сравниваю. Возьмите вы Собчак. Ну так она ж окончила, извините меня, что она училась, она дипломат. Очень трудно было, но тоже не прошла. Ну ладно, хоть попробовала. А тут человек сидит, воспитывает детей. Добре, але 14 кандидатів. То кого ви бачите тим чоловіком, за якого варто? Вот когда я приду на избирательный участок, я буду видеть, вот за того проголосую. Той чоловік може не дойти до избирательного участка, коли ви не поставите свій підпис. 100 тисяч підписів треба зібрати. Я понимаю. Я знаю, что соберут. Подписи, вон видите, сколько стоит людей. Соберут. Ну, наприклад, Олександр Лукашенко сказав, що зібрав 200 тисяч підписів. Да. Ви вірите в це? Я верю в это. Верю, конечно. А кто еще может собрать 100 тысяч подписей, 200 тысяч подписей? Я не видела еще, кто кандидатов. Я лично отработала всю жизнь в партийных, советских органах. И я знаю, какая это работа. Это непростая работа прийти, что думаете, что придет уже, сядет в дворец независимости. Добре. Тоді опошнє питання. Скажіть, а ці ви хотіли б щось змінити? Ці ви хочете покинути так, як є? Ці хотіли б бачити, ким би хотіли бачити президента? Прямое питання. Я вот что говорю, что
Пусть каждый, кто сегодня пришел и ставит подпись, пусть подумает, что мы имели 10 лет тому назад и даже 20, и что Белоруссия имеет сейчас. Ну то скажите, что имели, что мая? Что имели? В Москву ездили за колбасой, а то вы не знаете, да? Теперь, если привезут где-то бананы, я потому и говорю, в партийных советских органах работала. Сейчас этого уже нет. Привезут и по килограмму там делят. Куда вы могли прийти на рынок вот так, посмотреть и выбрать там, что хотите? А на конт коштов что скажете? Ті все могут набыть те ж бананы, те ж там, не знаю, колбасу и так далее. Ну, что, ну как? Ті все могут купить те ж бананы, ту ж колбасу, коли яны доступны. Сегодня покупают все. Не надо. Немножко, но покупают все. Окей, дякую. Тепер скажите, что вы скажете на этот конт? Вот вы зараз чули, что вы скажете, згодны вы ці ні? Ну, у меня немножко противоречия имеется, то есть мы как бы тут немножко спорили по этому поводу. Но я считаю, что сейчас все в руках молодых, и мы, соответственно, должны делать эту страну, делать эту власть. То есть люди, которые уже пенсионеры, они в свое время строили свою власть, и, в принципе, ну, они не хотят уже ничего менять, наверное, в большей степени, потому что, ну, уже, как бы, в принципе, им это не надо. А все в наших руках. И я вам по поводу пенсии, я могу даже с вами очень сильно поспорить, потому что сейчас нынешние пенсионеры, которые выходят на пенсию, они отработали немало лет, не 20, по 30 лет. А им назначается пенсия в размере 250-300 рублей. Ну, скажете про это? На заводах, правда, за станком, которая, да, и да. И на таблетки платятся 200 рублей в месяц. На пенсии, я просто знаю, сколько стоит лекарство. Я своей сестре говорю, она проработала на Лавсане. И вышла на пенсию 45 лет. Вредное производство было. Пенсия, конечно, маленькая, небольшая. Зато я всегда ей завидовала. Если она пришла на работу на 2 часа, ей дают отгул за это. А я отработала, извините, вот с утра до ночи. Где вы працевали? Я работала в Ленинском райисполкоме, в райкоме Ленинском. Всю жизнь отработала. Извините меня, и я бы не хотела сейчас того, что я сейчас имею. 1000 заболеваний. Потому что... А какую пенсию вы маете, скажите? Ну, какую пенсию? Как и все. Ну, какую? Ну, какую? Ну, 400 рублей. 400 рублей. А я на Лавсане отбомбил 10 лет, да, химией дышал. Потом 22 года на КСИ цементом и известью дышал. И знаете, мне сколько Родина дала? 450 рублей. А вы бы поработали 3 ночи подряд по 8 часов, когда приходишь в умат, вообще, уже башка не варит совсем. Вы знаете, что я вам скажу? Пыли, в грязи. У вас была своя работа, у меня своя. Скажите, ласка, что вы думаете про то, что вы только что почули? Вы знаете что? Сказали, что тут про колбасу, про это ладно. Но 26 лет назад у нас были все заводы, предприятия, да? Когда пришла власть другая, у нас где заводы, где фабрики? Ничего нет. Правильно? Правильно. Добро, а скажите... Но ему досталось заводы, все было, все, люди работали. И постепенно все ушло, все колхозы, бабушки, которые растили свиней, коров, правильно? Ничего, частники все развалились. Вот и все. Що ви думаєте, ці от, якби, ті обіцянки стримані за 26 років, вот, в зв'язку з тим, що було і що є? Вот сьогодні говорили про те, що було і що є. Ну, наверное, не знаю, очень тяжело что-то сказать, что есть, да. Это что есть, это люди сделали, да, ну как бы. А что обещали, я не вижу. Ничего. Что б ви зараз хотіли? Докладніше, може бути, не то, що хотіли, а як ви, з ким ви зв'язуєте сподівання на перемену, вот ви особисто? Ну, как бы я хочу видеть свободные выборы, понимаете, честные выборы. Все. Вот больше ничего. Ну, а как за кого, я пока еще не решила. Дякую, дякую вам. Хорошо, а скажите, что вы сами готовы для этих честных выборов? Коли выборы будут нечестные, пойдете вы на них голосовать или нет? Нет, нет. Я посмотрю, какие будут выборы. Ну, просто вы же понимаете, что слухи доходят, на диванах сидят люди, разговаривают, но сюда половина не пришло. Чому? Як ви думаєте? От для Могилєва якби площа зараз амаль повна, да? Але для Могилєва це шмат людей. Чому людей не... Мало. Нет, ну, конечно, все равно много пришло, как бы я не ожидала, но все равно. Шмат меньше, чем Могилев, правильно? Ну, конечно. Ну, так чему люди не пришли, как вы думаете? Боятся. Все боятся. Вот и все. Все запуганы.
Вы же посмотрите, даже сегодня среди знакомых они даже говорят, нет, мы не пойдем. Нам как бы работа дорога и остальное. Вот и все. Что думаєте, що з цим можна робити? Ці можна цей страх якби переодоліти? Як його можна переодоліти? Ці махчимо ввогуле? Ну, только общими силами как-то, и все. Больше никак. Я не вижу вообще вариантов. Ви самі тут чому? Не боїтеся, це що? Ну, чего бояться? Хочется просто свободы, понимаете? Хочется вздохнуть и пройти. Вот знаете что, было такое состояние, наверное, ну, может, это так в Крыму. Когда люди шли, они были свободны. Вы знаете, плакать хотелось. Вот некоторые люди, ну, я не знаю, местные это или как жители были, там, России, Украины, да, но шли люди, они свободные, вот понимаете? На увазі люди, які були визволені від України, стали російцями, чи як? Я не знаю, но там было много российских, ну, то есть стариков, понимаете, морские, вот ребята, там вот все, вот моряки эти, понимаете, но они с такой гордостью шли, что они свободны. Я не знаю. Их вызволили от Украины, да, ці Ну, як? не знаю как. Ну, хочется просто вот такой же свободы. Окей, дякую вам велике. Це інша говорка, да? Ми зараз поговоримо про вибори тут у нас у Білорусі. Я тут бачу, дякую вам велике, дякую. І тут от я бачу молоді люди, і молоді, і старіші, да. Я думаю, що вам ще є що сказати. От з того, що ми зараз чули, да? От чоловік каже, що ну, він відпрацював шмат зробив для країни. Як ви лічите? Каждый труд почете, правильно. Кому-то надо в кабинете сидеть, кому-то надо пахать, как говорится. А деньги-то с нас берут, правильно, все налоги идут. Вот мои сыны работают, это мне не кто-то там сверху дает, а они мне пенсию дают. И остальным таким, как я, правильно? Ну, ви ж так само немало уклали своїх сил для того, як зараз не пенсії, правильно? 10 на Лосані, 22 коси. Скажіть, ви тяжко працювали все життя, ви тільки що казали. Ці шмат ви заробили на свою, ну, якби пенсійний вік. Короче, как был я на колесах, и на колесах на пенсию пошел, короче, с пустым карманом. Никаких сбережений мне нет. Вот сейчас живу от пенсии до пенсии. Вот пенсию получил, я полпенсии отдал за квартиру, за кредит, там еще родина дала за домрассублебную працу. Чому так? Де ваші гроші, де ваші заробки великі, де ваша праця? Я же знаю, куда они деются. Да, Я не знаю, эти за корма родины. Очень быстро. Я не знаю, какая сумма должна быть заработная плата, скажем так, как раньше говорилось, получка, да, чтобы просто что-то действительно там оставалось на какие-то такие, ну, если человек работает совестно, если он честно работает и, скажем так, нигде не ворует, как, я думаю, что неизвестно даже какая сумма, то есть все цены растут, на все где-то увеличивается, то есть, ну, затраты, они, соответственно. Що вас хвилює тут у Могилеві сьогодні, перш за все? Є можливість працевлаштуватися, є можливість заробити на квартиру, построить? В Беларуси на квартиру не заработаешь. Я работаю в России, поэтому немного больше зарабатываю. А в Беларуси я не вижу смысла работать. Тобто ви живете у Могилеві, їздите в Росію на працю, правильно? Да, да. Чому? Потому что в Могилеве не заработаешь денег. Заработаешь только для поддержки штанов. 500-600 это максимум. Ну, 700. Ну, этого же молодежи мало. У всех семьи, у всех дети, кредиты. Надо и машину заправить. Надо и дороги эти заплатить за эту машину, непонятные дороги. Я вот всегда сравниваю, я особо политикой не интересуюсь, но я сравниваю, допустим, Беларусь и Польшу. Вот 90-е, разруха. Возьмите Польшу. Мои друзья сейчас ездят в Польшу работать. Они живут намного лучше, чем мы. А как живем мы? 300-400 рублей. До речі, ці шмат людей, от ваших знайомих, сябров, ці шмат людей виїжджає У меня почти 90 друзей пошли на дальнобой и работают в вильнюсской фирме. Вильнюс, Клайпеда, потому что там есть заработки. Все с Беларуси уехали туда, работают там. Семьи тут, они работают там. Коли був шанс працювати тут, де б працювали? Ой, раньше можно было, я помню, на окнах заработать, они работали. Сейчас куча контор развелось, они невыгодно, копейки получают. И... Что думаете про это? Это правильно? Нет, это вообще неправильно. Я считаю, когда смотришь просто на Запад, да, там у них своих проблем тоже вроде бы хватает, но тем не менее очень много также моих там знакомых, друзей и вообще круг общения, он большой, и видишь, что люди, да, рассказывают, приезжают, что там немножко больше можно заработать. Готовы вы нечто робить, как так было тут? Хотелось бы, да, не хочется просто уезжать, потому что, ну, здесь все, здесь твой дом, ты здесь родился. Это наша земля, мы тут родились, и мы хотим тут жить.
Ці готові нечто робити, каб тут так жити, як живуть у Польщі, у Росії, про що ви говорите? Надо работать, надо стараться, надо что-то менять, надо идти к лучшему. Ви сюди прийшли чого? Мы Є що гуляли с зробити, женой, увидели и решили зайти, и смотрим тут. чи ставили свої підписи? Ну, пойдем поставим, да. Тобто это, вы лічите, що це шлях до перемен, так чи як? Но это хотя бы попытка, потому что что-то изменить. Не факт, что у нас, конечно, получится, мы будем стараться и хотеть. Ну, что-то делать надо. Ну, смысл дома сидеть? Дякую вам велике, дякую вам. Всего доброго. Ну вот говорили могилевцы, молодые и старейшего веку, то, что отбывается в городе, что они переживают, что они хочуть змінити і як вони хочуть змінити. Ну вот же, і знову ж, вот, місцеві жихари працягваюць абмяркоўваць гэтыя праблемы, а мы тым часам пойдзем да людзей, якія стаяць у чэргах, будзем размаўляць з гэтымі людзьмі, з магілёўцамі. І будзем паказваць, вось, якая гэта колькасць людзей, як это ўсё выглядае. Ну, гэта выглядае дастаткова сістэмна, дастаткова масава і дастаткова ўражліва. Все ж такі, сапраўды, не кожны дзень і нават не кожную выбарчую кампанію вот такім чынам людзі арганізуюцца і прыходзяць. Дзень добры. Маладыя людзі, будзем з вами размаўляць. Ну, давайте. Что у вас в руках, рассказывайте. Тапок, символ сегодняшнего дня, скажем так. Что вы этим тапком хотите разогнать? Что вы хотите, Прибить таракана, как и все, кто хочет каких-то перемен в нашей стране. Ці шмат людей гэтых зменаў хоча? Я думаю, очень много. Большая часть населения нашей Республики Беларусь. Але калі глядзець по Магілёву, мы тут бачым, да рэчы, ці вы ж часто бачили вот такие акции в Могилеве политические? Не часто, потому что я сама родом из Кричева, я живу здесь всего полгода, так как у нас в городе работы вообще как бы нету. Я сюда переехала, чтобы Для працы? Чтобы зарабатывать как-то, да, чтобы как-то жить, содержать ребенка, вот. Но могу сказать, что людей прилично. Ну, я, в принципе, ожидала, что будет много людей, потому что я давно подписана на Сергея Тихановского и наблюдаю такую картину, что постоянно собираются люди туда, где находится он. Скажите, будь ласка, як ви думаєте, вот не думаєте, а як ви знаєте, у вашому Клічеві, да? Кричеві, так, в городі Кричеві, так. Як шмат людей, так як ви, готові, допустим, прийти, підписатися, вот, поудельничать у неких виборах, хто хоче зміну? Я думаю, их там будет очень много, потому что в нашем городе, ну, не знаю, насколько по количеству будет, но большую часть населения составляют предприниматели, которых ущемили наши законы, которые лишились своего бизнеса и были вынуждены кто куда разойтись, за копейки зарплаты идти работать. И много будет несогласных с действующей властью. Ну, вот так. Вы у тым ліку з'ехали з Кричева, просто иметь працу? Да, я в свое время тоже занималась предпринимательством, розничной торговлей, но в 2013 году как бы я ушла в декретный отпуск, и в то время уже усложнились все эти законы. И поэтому я решила больше этим не заниматься. А ўвогуле ў Крычеве, там, наколькі там ёсць магчымасць знайсці працу, наколькі там развітая там сацыяльная инфраструктура, як шмат моладзі? Плохо, детей сводить некуда, даже если у человека есть деньги. На весь город 2 кафе, это, наверное, для взрослого человека единственное развлечение. Только ходить по выходным, просто, извините меня, выпивать. Больше никаких развлечений там вообще нету. Все предприятия закрываются, цементный завод, постоянно люди сокращаются. Ну, это, наверное, это предприятие одно и завод железобетонных изделий. Единственное, да, предприятие, на которых можно что-то сейчас заработать. И все равно люди как бы лишаются своей работы. Сокращение всегда идет, поэтому город небольшой. Чекаем перемен, так? Ждем перемен. Стоп, таракан. Не тільки чекаємо, але нешта робить для этого. Да, конечно. Дякую вам велике, дякую. Ну, зараз ми будемо спробувати пройстися, як я вже казала, уздовж усей площі, по периметру обійти і поглядіти, де що відбувається, в яких кутах, як рухається черга. Ну і одночасно будемо глядіти, де є Сергій Тихановський,
бо там, дзе ён, там, як правіла, заўсёды цэнтр усялякіх падзей. І зараз гэты цэнтр змясціўся бліжэй к прыпынку грамадскага транспарту. Там знаходзіцца Сергей, вакол яго, як заўсёды, маса людзей, якія, з таго, што мы бачылі, задаюць пытанні, просяць аўтографы, фатаграфуюцца. І там такія, міні-дыскусіі нават адбываюцца. Вот зараз адна з такіх падзей адбываецца там на прыпынку грамадскага транспарта, дзе ёсць Сергей. Мы зараз падыдзем, паслухаем, калі паспеем дайсці, бо гэта ўсё вельмі хутка рухаецца. Ну і заадно мы бачым, якія вялікія тут чэргі. Іх тут некалькі такіх ручаёў. І вось ужо мы дайшлі да гэтага месца, дзе толькі што адбывалася такая, напэўна, дыскусія. Мы ўжо яе не чуем, але яна ўвесь час перемяшчаецца з месца на месца. Разам з Сергеем перемяшчаецца група людзей. Увесь час людзі задаюць пытанні і размаўляюць з ім. Відочна, што ён вельмі папулярны сярод тых людзей, якія сюда прыйшлі. Гэта прыйшлі ягоныя прыхільнікі, і, адпаведна, людзі хочуць паразмаўляць непасрэдна, задаць нейкія пытанні, бо вельмі многія ведаюць па YouTube-каналу «Страна для жизни». Вот адна з такіх сустрэч. Вось адна з такіх сустрэч, і зноў жа людзі збіраюцца вакол Сергея, і размаўляюць на розныя тэмы. Пакуль Смотрите, я даже не кандидат в президенты. Зараз все ж таки мы послухаем. По закону нельзя агитировать, ничего нельзя рассказывать. Какой закон у нас? А я всегда говорю, что мы за честные выборы, за сменяемость власти. Мирно, я вас успокаиваю, мирно. И кто здесь хочет войны, покажите. Кто, покажите. Никто не хочет. И не будет такого. Поэтому не переживайте. Я понимаю вашу тревогу. Люди, которые работали, та работа, которая есть, она останется. Никто ее не заберет у Беларуси. Сохранятся ли те все нормы, которые сейчас у нас есть? Они сохранятся, но вот эти нормы мы сегодня видели в Могилеве. Гаишники 2 сплошных пересекли, остановить машину, просто проверить документы у нее. Сами нарушают правила. Вот такого не должно быть. Вот милиция, она должна останавливать только если человек нарушил что-то. Просто так нет. Как в Европе это, например, понимаете? А у нас они выполняют заказные какие-то, план выполняют. Вот мы только что пачулі, як Сергей Ціхановскі патлумачыў сітуацыю, якая была з машынаю Дзяржынспекцыі. Мы сёння бачылі, калі кіроўцы спрабавалі штрафаваць за неправільную прыпынак, неправільнае спыненне, але пры гэтым самі нарушылі правы. Ну і вот пакуль адбываецца гэтая размова з Сергеем, то будем далей рухаться, будет далей размаўляць з людьми. Ну, калі вы нас вітаете, то вам слово, так? Пришли поудзельничать, подписаться, правильно? Да, я уже подписалась. Калі не секрет, за кого, чему? Тут некалькі кандидатов. Мы приходили за команду Сергея Тихановского, я его подписчица. Мы надеемся, что все-таки выборы в нашей стране должны быть честными, справедливыми. А коли не будут, что будете робить? Что робить? Ці будете голосовать, ці будете протестовать, что будете робить? Я думаю, что протестовать надо. Протестовать надо, бо если мы будем молчать, ничего не изменится в нашей краине. Поэтому люди должны проявить некую солидарность и встать с диванов и озирнуться вокруг себе, поглядеть, что творится в нашем свете. Ці дастаткова сёння людей прыйшло з Могилёва? Ці встали яны з диванов? Як вы лічыце? Вы знаете, все? Пока, конечно,
Может быть, не совсем достатково, но до 10 вечера еще есть время. Я думаю, что люди подтягиваются. Я думаю, что все-таки будут подходить. Дякую вам велике. Дякую. Молодим людям питання. Молоді могильовці. Правильно, добрий день. Розкажіть, як молоді жити в Могильові? Чи легко жити молоді в Могильові, скажімо так? Жить нормально. Ну что, какие-то развлечения есть минимально. Живем. А можливість заробити гроші на ці забавки? Каждый сам свой выбирает путь. Кто-то может, кто-то нет. Но, по крайней мере, власть надо поменять. По телевизору нас не покажут, я так предполагаю. Никаких изменений не будет. Подписи в организациях, в госорганизациях собирают насильно. Есть знакомые. Приносят заполненный бланк, подпиши, не подпишешь, контракт не продлим. Ну, надо менять что-то. Чому ще? Це тільки такі решти? Мы только против Лукашенко пришли, хоть чтобы что-то изменилось. Потому что мои друзья все уже уехали. Куди? Польша, Литва, все уезжают туда, Америка. Скажіть, будь ласка, коли б був шанс нормально заробляти і жити, то що? Були б такі діти заставалися б? Я нормально зарабатываю, но меня просто не устраивает то, что один человек все время. То, что он говорит по телевизору, даже смотреть не хочется. Дякую вам велике, дякую велике. Извините, можно Да, мне конечно. выразить Скажіть, ласка, свою от тут позицию? люди підходять. Шановні глядачі, я нагадаю, що ми працюємо в Могильові. Канал Белсат, де пряму трансляцію зі збору підписів за реєстрацію кандидатів на президента. Тут працюють ініціативні групи. Ми розмовляємо з могильовцями. Їм слово про те, що вони переживають, які тяжкості, які проблеми. Люди підходять самі к нам. Один з таких людей. Давайте знайомиться, скажите про себя, кто вы, что вы хотели сказать. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Хотелось бы выразить свою гражданскую позицию и свои переживания долгие насчет политической ситуации, которая происходит в моей стране. Хочу выразить то, что я не безразличен, то, что происходит, потому что текущий строй, текущая власть не меняется, Конституция перекраивается как власти угодно, и я, как гражданин, не могу никак на это повлиять. Мне от этого больно, и я, если еще раньше как-то сильно это к сердцу принимал и хотел изменить, то сейчас я понимаю, что я просто должен смириться с этим. Но все равно в душе есть надежда, что будут перемены какие-то. Меня много... Чому ви вирішили, що треба змиритися? Чому змиритися? Коли вас щось не задовольняє, то чому треба змиритися? І що не задовольняє конкретно? Вот, персонально? Персонально меня коснулся декрет номер 3, допустим. По какой-то бюрократической ошибке было выявлено, что за 2017 год, по-моему, часть средств налогов не было переведено, и меня коснулось это. То есть это было край возмущения, но я ничего не в силах был повлиять на это. Скажіть, будь ласка, тут у Могильові, як шмат людей, які тримаються вашого міркування, да? Ті ваші сусіди, ті ваші свояки так само хотіли б щось змінити, ті не задоволені життям? По-разному, но людей все больше и больше, которые высказывают свое недовольство текущего режима. Почти каждый выражает недовольствие, но часть людей говорят, что а что сделаешь? А ці можна нечто зробити, як ви думаєте? Я уверен, а часть людей говорят, что, конечно, нужно менять. Есть варианты решения для лучшей жизни, для перемен в лучшую сторону. Ви готові нечто робити для лепшого, для зміни? Конечно, я готов пожертвовать своим каким-то временем ради того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Конечно, это все непросто и вершится, так скажем, в верхах среди политиков. Но я как гражданин, я сильно переживаю и готов какую-то свою плату внести в виде времени и выразить хотя бы свою позицию. Я это и делаю. Для этого прийшли, да. Дякую вам велике, дякую. Дякую велике. Всього вам доброго. Будемо далі рухатися, так само шукати Сергія Тихановського і по дорозі так само розмовляти з людьми. Кажуть, що тут є люди, які
хочуць выказацца для тэлеканалу Белсат, якіх ёсць ці то свае нейкія праблемы, ці сваю грамадзянскую пазіцыю. Калі ласка, мы адкрытыя, мы зараз у гэтыя хвіліны працуем тут на плошчы ў Магілёве. Калі ласка, падходзьце, выказвайцеся, мы адкрытыя для грамадзян. І, дарэчы, вельмі многія людзі і самі падходзяць і ахвотна выказваюцца. Гэта можа гаварыць толькі пра тое, што у людзей людзі не выслуханыя, у людзей няма магчымасці данесці сваю грамадзянскую пазіцыю. У людзей все гэтыя гады скапілася шмат праблем, шмат тых перажыванняў, тых нейкіх цяжкасцяў, якіх яны хочуць змяніць. І мы будзем зараз пра гэта з людзьмі гаварыць. Добрый дзень, малады чалавек, вам слова. Калі ласка, вы што хочаце змяніць, прыйшоўшы сюды? Ну, я вообще из тех, кто верит, что все-таки, если мы все кучей соберемся, а кучей батьку бить легче. Вот. Я думаю, что если мы все соберемся, то что-нибудь-то получится. Вот. Ці магчыма сабрацца ўсім? Як вы думаеце, сёння тут колькі прыкладна? Ну, некалькі сотен человек, скажем так, да? Ну да, но тут же как, кто-то уходит, кто-то приходит. Вот, и уже 2 часа идет сбор подписей. Я уже час где-то тут примерно нахожусь. Вот. Продвинулся не сильно. Вот. Но я думаю, что 3 они соберут здесь. Ці гатовы, як вы думаеце, іншыя магілёўцы, так, можа не сёння, яшчэ ж не апошні дзень, таксама выказаць сваю пазіцыю, нешта рабіць для того, каб змяніць? Я думаю, что вообще в душе многие готовы. Вот. А вот чтобы реально ножками прийти, вот тут далеко не все. Ну плюс еще, конечно же, эпидемия влияет. Многие боятся из-за этого выйти. Вот. Потому что большое скопление, как вы видите. Что вы думаете про эпидемию? Что отбывается в Могилеве? Что кажут ваши знакомые, сябры, як тут у Могилеве? Практически все мои знакомые, кого я знаю, все работают, либо учатся. Многие на удаленку перешли, кому разрешили работать. Вот. Я и наш музей, мы работаем, вот, поэтому как-то так. Что думаете про это? Ці варта было б, скажем, зрабіць тыя ж самыя карантынныя меры, як это во всіх еўрапейскіх краінах было зроблено? У нас они бы, конечно, были бы нужны. И это понятное дело, но если просто всех отправить по домам сидеть и при этом ничем не помочь людям, это бесполезно, потому что будут не от коронавируса выносить гробы, а от голода люди запухнут. Поэтому если не выплатят, как там в других странах, там в Америке, в Европе выплачивают, то тогда нет смысла у нас карантин вводить, это бесполезно. Дякую вялікі, дякую. Будем рухацца далей. Таксама зараз бачым, што чэргі яны не меншуюць фактычна, таму што сапраўды, як кажуць тут прысутныя людзі, што кажуць, што хтосьці сыходзіць, хтосьці прыходзіць новы. І зноў жа к нам падходзяць людзі, каб выказаць... Я хотел спросить у вас. На жаль, мы не можем. Не в этом дело, просто про ваших коллег. Я выбачаюся, я не могу размаўляць. Альбо мы з вами размаўляем зараз для эфиру, альбо мы не размаўляем. Коллеги ваши приезжали к нам снимать репортаж, и потом, где они, почему не выпустили, Не могу адказваць зараз за нейкія тэхнічныя моманты. Зараз не наша задача размаўляць з людзьмі, даваць ім слова выказвацца, таму займемся менавіта гэтым пытаннем. Моладзь стаіць. Добрый дзень. Моладзь, надзея заўтрашняга дня, правильно? Да, наверное. Якая ваша надзея? С кім вы звязваеце надзею на заўтрашні дзень? З якіх з кандыдатаў? Пока ни с каких, просто поддержать. Поддержать что? Ці кого? Поддержать, людей, что что-то может поменяться. А что вы хотели бы поменять? Что вас не задовольняет, скажем? В лучшую сторону все. Як? Все в лучшую сторону. В лучшую сторону это что? Праца, жилье, учеба? Все вместе. И жилье, и учебу. Вас оно сегодня не задовольняет? Можно было лучше намного. Дякую вам вялікі, дякую вялікі. Рухаемся далей. Так само, молодая дзяўчына, вы выкажаецеся. Да, я думаю, что вы хотите сказать, что вы хотите изменить, кого вы бачите на посаде президента. Чему вы удельничаете в этой политической акции? Я бы хотела просто поддержать кандидата. Главное, чтобы не того, который есть на данный момент. Все. Дякую вялікі, дякую.
Ну, бачите, стоять люди молодые и старейшие, самые разные, и по несколько годин. Добрый день. Дозвольте, будь ласка, питання. Ні? Ні. Добре. Будем розмовляти з тими, хто хоче розмовляти. День добрый. Давайте знайомиться. Телеканал Белсат. Скажите, вы давно тут стоите? Час где-то 10. Чому? Чому ви керуєте своїм часом? За новую Беларусь. Стоп тараканы и все. Скажите, а что бы вы хотели в Новой Беларуси бачить? Какую новую Беларусь? Свободную. А в чем не свобода сегодня? Во всем. В слове, в действиях. Куда ни пойдешь, везде препоны какие-то. Скажите, была у вас махчимость, скажем, до речі, ці ви куди ходили, ці ви куди зверталися, ці відчували ви гэтую несвободу, вот як ви її відчували? Она везде отчувается, везде, куда ни пойдешь. Дякую велике, дякую. За вельмі рэдкімі выключэннямі людзі не хочуць гаварыць, ну на гэта, напэўна, ёсць у людзей прычыны, так? Але бальшыня людзей хоча размаўляць, хоча выказваць свае меркаванні. Гэта можа сведчыць толькі пра тое, як я ўжо казала, што у людзей не было магчымасці дзесьці данесці сваю грамадзянскую пазіцыю, выказаць свае перажыванні, свае цяжкасці і праблемы. І таму людзі ахвотна размаўляюць з журналістамі, а таксама вот зараз мы ізноў бачым, такая ж самая дыскусійная пляцоўка утварылася вакол Сергея Тихановскага. Яна адбываецца сёння перманентна ў розных месцах плошчы. Послухаем людзей. Большой кусок избирательной кампании, на который мы, наверное, не попадем вообще, чтобы вы понимали. Вот это будет. Так что сейчас, пока вы отдаете подписи за кандидата в кандидаты, не за кандидата в президенты даже, вам надо немножко разобраться с этим. Сейчас любой может. Собрали 100 тысяч, это значит, теперь ты уже будешь участвовать потом в избирательной кампании, понимаете? Сергей, а сейчас это просто сбор. Я хотела вам сказать о том, что вас поддерживают не только вообще молодежь и взрослое население, да, вас поддерживают дети, подростки. Да, вот у меня дочка рядом, она точно, я могу вам сказать, и все вот ее одноклассники, все смотрят вас, и вообще, мы действительно хотим, чтобы... 8-й уже переходит. Вот, поэтому поэтому мы желаем вам, если честно, удачи. Вы действительно очень сильный лидер. И я думаю, что если даже будет какой-то промах или вот в этом плане, да, мы все понимаем, из-за чего это может произойти. Я думаю, что по жизни у вас будет все хорошо в дальнейшем. Мы вам желаем удачи. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Стоп таракан. Жену в эфир, а то мы ее не знаем. Живи Беларусь! Жену в эфир, мы ее не знаем, вы понимаете? Ну, вось такой працягнем гаворку. Давайте з вами знаёміцца, так, і ваша дачка з вами таксама, да? Да, здравствуйте. Калі можна, дазволіце паразмаўляць з вашай дачкой? Конечно, пожалуйста. І з вами таксама, да. Але все ж таки вы. Кажется, вот мама сказала только что, что любишь, подтримливаешь Сергея Тихановского. Чему, за что? Потому что он говорит правду. Только правду. А правду от чим? Вот какую правду он сказал? Какая у вас Политики много не договаривают правды, а он все говорит. Скажите, будь ласка, а вы чему? Я так разумею, что вы тоже прихильник Сергея Тихановского. Мне нравится просто сильная личность и вообще по жизни. Поэтому я не знаю, какой будет результат, какой будет итог вообще в выборочной кампании. Но я считаю, что сильные люди вообще должны быть вообще в белорусской политике, в белорусском государстве. Должны быть сильные люди, поэтому у Сергея все получится. Дякую велике. А кроме Сергея, ці бачите ви ще яких моцних особов? Да, мы следим, вообще нас это волнует. И, мы вообще принимаем участие в жизни нашей страны и города, потому что мы живем здесь. У меня здесь моя семья, я хочу рожать детей, хочу жить, поэтому мне не безразлично, что происходит вообще в нашем окружении, вообще вокруг. Вельми многие люди кажут, что люди боятся. Ці шмат людей боятся. Чему? Я думаю, что пенсионеры боятся, потому что у них есть стабильность. И, наверное, наши родители боятся, потому что вот эта стабильность, она останавливает. А у нас сегодня все зависит от нас самих, поэтому мы, наверное, имеем право на выбор. Дякую велике. Вам тоже удачи. Вам всего доброго. Вот еще молодые люди, да? Давайте, добавьте, будь ласка. Здравствуйте. Что я могу сказать? Пришел поддержать перемены. Такое ощущение откровенно складывается, что если мы и дальше так будем жить, то в следующие пятилетки мы превратимся в Туркменистан. То есть что-то типа этого нас ждет. Очень бы этого не хотелось,
Поэтому, друзья, давайте что-то делать. Ви самі що готові робити? Що робите зараз, може? Ну, что я роблю зараз? Зараз я пришел отдать свою подпись за кандидата Цихановскую. Вот. Но вообще это как бы не только не за него, не за нее, просто за перемены в этой стране. То есть в любом случае, даже на сегодняшний день, по-моему, не так важно, кто будет следующим президентом в нашей стране. Нам нужны перемены, в любом случае они нужны. Даже если по каким-то причинам пройдет какой-то следующий президент, будет у нас так называемый спойлер там, от власти, это в любом случае тоже перемены. Это уже что-то сдвинется, и что-то пойдет происходить дальше в лучшую сторону. Вот для этого сюда пришел. Все мои друзья, вся моя родня. Тільки що ми не так давно зустрічали чоловіка, який сказав, що якраз що йому нічого не треба, ніякі зміни. Якби він задоволений, шмат працював в цій системі, він задоволений. Ви чому хочете перемін? Що вас не задовольняє? Ну, во-первых, это атмосфера страха в стране. Это реальная атмосфера страха. Вот. Это очень важно на самом деле. Не менее важно, чем материальные блага для человека. Вот. Ну и меня не задовольняет то, что все бедные. То, что у нас все бедные. Вот. У нас обнищало население уже до критического уровня. Керівництво каже, що да, нормально, наоборот. Ну, наверное, у них нормально. Вот. Дякую вам велике, дякую велике. Вам так, спасибо. Дякую велике. Ну вот такие вот так выказываются могилёвцы. Мы далей рухаемся уздовж площі. Не атрымоўваецца у нас абысці по перыметру. Я спадзяюся, мы все ж таки гэта зробім, тому что мы весь час размаўляем людзьмі. Весь час люди хочуць выказацца. І зноў жа, я ж кажу про тое ж самае, что люди просто не мелі магчымасці і не маюць такой магчымасці выказацца, не маюць сваёй магчымасці данесці сваю грамадскую думку, і таму яны вось ахвотна выказваюцца зараз. Сергей зараз Цихановскі, мы можам паглядзець, як ён зараз праводзіць такое селфі з сваімі прыхільнікамі. Людзі, ён відочны тут лідар, людзі прыйшлі, каб менавіта не толькі падтрымаць, але проста пакінуць сабе на памяць, як удзельнік за удзел у такой падзеі, вот такой палітычнай падзеі каля свайго лідара. Адказаў на чаканні многіх людзей Сергей на гэты момант, так як яны кажуць, што яны бачаць у ім вось гэтага лідара. Ну, тым часам мы будзем далей працягваць размаўляць з людзьмі. Тут побач са мной стаіць спадар Анатоль Кудласевич, бард, паэт, правильно? Так. Анатоль, ви тут чому у Могилеві? Ви у Глемінчук, наколькі я розумію. Я вам скажу. Я вирішив долучитися до команди Сергія Цихановського, до ютуб-каналу «Страна для життя, країна для життя». З яких причин давно сачу за гэтым каналом. Мне подобається все тое, що робить Сергій. Я многих своїх знайомих, многих політиків давно нацьковував, накеровував, підказував, що треба просто йти до людей. Не по своїх тусовочках, там, праймеризи, там, сваритися, виясняти, а йти до людей, до простих людей, то, чим год займається Сергій. Ось, і тоді люди обуджаються, тоді люди бачать, що ніяка правда, не використовують свою боль, свої проблеми, і глядиш на місцях, там на Ютубе десь засвятилось на Белсаті, там, чи на Свободі, і глядиш на місцевому рівні, і проблеми рішаються. І люди напитываються ніякою надією на ліпше, на будуче. Люди обуджаються до життя. Ось. І чого ще? І я вирішив для себе, як поет, як бард, письменник, просто підтримати Сергія. Мене ніхто не просив, я, можна сказати, сам напросився, зв'язався з Сергієм, пропонував свої послуги. Які? Ну, поспівати, почитати вірші, поспівати пісні, щоб це не скрасити, щоб, глядячи на мене, може, інші поети, письменники, барди долучалися, щоб це не більш живее було. І ще чому? Я хочу донести до Сергія, а раптом Світлана Цихановська все-таки стане президентом, хоча надія вельми мала, тому що, як многі кажуть, коли буде лічити Єрмошина, а Лукашенко буде готуватися, то, звісно, безумовно, бойкот таким вибором. Я вже году 15 не голосую.
після 2006 року, здається. Не ходимо всією сім'єю на вибори, але лічать все одно. Але є у мене ідея одна. Ідея, я не політик і ніколи в політику не хотів бути політиком, але ідея така. Я одночі так шмат над цим розважав і думав, чому так отримується. Вроде демократия, вольные выборы и так далее, а нас весь час подманивают. Я пошел до простой высновы, что чему нас подманивают? Потому что нам поездили по ушах, это во всем свете, не только в Беларуси, что самая великая завоевая демократия какая? Свобода выбора, так? Свобода выбора, вольный выбор, волевиявлення людей – це саме велике завойова. Але чому тоді, до гэтага, нас привучили, що голосувати треба явно. Это вельмі доўгае пытанне. Я хотела, Анатоль, все ж таки запытаться про такие простые речи, да, что вот вы, скажем, падтрымліваеце Сергея, які размаўляе по-расійску, а вы поэт беларускі. Белорусский. А я ему и сказал, вот я поезжу с тобою, буду размовлять с тобою, возьму с тебя слово, как ты за мной размовлял по-белорусски. Магчыма такое. А чему ж не? Чому, коли він буде весь час чути з моїх вуст на білоруську мову, родную мову, і він буде поручатися. Тоді ще одне питання. Ви підтримали Сергея, але за 26 годів і за 14 кандидатів, менавіта його чому? Хіба тільки Сергій говорить ту правду, яка є? Чому? Тому що я цілий год сачу за його ютуб-каналом. Я для себя вельми шмат чего в угле открыл. Я не ведал, что у нас есть некий там был ролик с 85-го года. Женщины везде борьбу. Еще Советский Союз был. 25 годов в Москву ездила. По суду ей там из работы позбавили, квартиру отобрали. Потом все-таки по судах ей повинны вернуть эту квартиру. До сього часу вона приїжджає до цього самого головного судді в кавичках. Показав це тільки Сергій, правильно я зрозуміла? Так, тільки Сергій. Я більше це ніде не бачив. Ні на Білсаті, ні на Свободі. Да, деякі роблять, а він показує проблеми глибинні, проблеми просто чоловіка. Ви зауважте, він приїжджає у будь-який районний центр, і люди його чекають. І за ним бігають розказати про свої проблеми. Потому что нема кому поскардиться. У судді правди не знайдеш, улады тебе, як то каже, отгородились от народа. Ну, хіба він вирішить ці проблеми? И он просто покаже их. И кажут, на миру и смерть красна. Есть такая пословица на русской мове. А человек, я уже не буду повторяться, он зніме ролик, он покаже, а місцева влада почне робити цього. Там же зробити, хто каже, 2-3 рази, і проблеми нема. Добре, тоді опошнє питання. Як уже тільки що говорили, да? І ви, і многие тут інші. Коли один чоловік вибирається, а другий лічить, то шансів мало, да? Ваш прогноз розвиття подій, самі ви особисто, як плануєте в цій ситуації бути? Голосувати, не голосувати, протестувати, що робити? Моя особиста громадянська позиція, коли Єрмошина буде лічити голоси, я їй не вірю, а Лукашенко буде балотуватися, я на вибори знову не пойду. Вот глядите, вот за 3 дня они собрали... За 3 дня они собрали, Лукашенко объявил 200 тысяч подписей. А разумные люди... дьявол прячется в мелочах. А разумные люди подлечили. За 3 дня 200 тысяч. 200 тысяч разделить на 3, отрымливается. Каждый день он собирал по 66 тысяч 666. Лик дьявола. Слухайте, ну что за этим усім робить? Ну добре, не пошли голосовать, ну не идите, а что дальше? Не, почекай, ну не пошли голосовать. Значит, он не зможе протягнуть свои полномочия далее. Переназначить себе. Потому что он уже всему свету скажет, что ее никто, разумеет. І тоді знову які перевибори будуть. Хай тоді здимається Єрмошин, здимається він, і тоді будуть інші кандидати. Хай тоді 15, хай люди вибирають Бабарику,
Як його прозвище? Ну, не важно. Да. Інших, кого за гуртом виберуть. Ось і все. Дякую. Дякую вам велике. Анатоль Кудласевич, беларускі бард і паэт. Жыве Беларусь. Будем рухацца далей. У нас шмат людей, якія хотели бы выказаться. Хотели бы выказаться? Могилёвцы. Вы уже размовляли, да? Ну, оно не будет лишнее. Але коли хочете говорить, то, коли ласка, скажите. Скажите, вы, коли ласка, скажите, ці вы пришли поглядеть, вы пришли подписаться. Як вы тут на площади? Приятель привел посмотреть, что здесь происходит. Ага. То бок вы не ведаете, что тут отбывается? Нет, не знаю. Правда не знаете? Ну, подписываются, наверное, за президента, за лидеров. Чего не знаю. А скажите, вы сами-то готовы за кого подписываться? Ці вам все равно, вы не цікавіться оголя ніяким? Все равно. Правда все равно? Не все равно. Добре. Ваше, тоді ви чого хочете? Чого ви хочете від політичної події і президентські вибори? Ну, чтобы они были объективные, наверное. Хочется справедливых, так? Конечно, конечно. Справедливые были, объективно, да. Наконец-то наступила пора правды, чтобы народ знал и своего лидера, и за кого выступать, и за кого идти. Ви лічите, що сьогодні нема ні правди, ні справедливості? Це як? Нема сегодня ни правды, ни справедливости. Везде обман кругом. Ці ви ніякого кандидата вже уявляєте на посаді президента, ці неважно Будем хто? смотреть, да. Ну, вот Тихановский, Сергей Тихановский. Хотели бы бачити, да? Да, нравится. Ну, а там будем смотреть. Будете визначатися, да? Да, да. Ну, устарела уже. Ну, и что Да, есть... власть уже устарела, уже выжила из себя, да, и надо что-то менять, надо пожить как-то. Дякую вам велике, дякую. Дякую, всього доброго. Могилівці, розмовляємо з могилівцями. Група людей, порозмовляєте з нами? День добрий, видатно. Ви жихар Могилєва. Так. Ви тут прийшли поставити підпис, так? Расскажите про Могилев, расскажите про людей. Які тяжкості, які радості? Чому ви тут і яких змін? Я вообще работаю за границей, если так разобраться, да. Ну, приезжаю домой, ну, каждый раз, в принципе, постоянно удивляюсь ценами и всему остальному. Все дорожает, зарплат нету, где-то кого-то урезают зарплаты. Де ви працюєте за межою? Чому ви працюєте за межою? Я работаю в Польше вообще, ну, международный перевозчик. Чи шмат таких людей, як ви, які живуть тут, а працюють здесь? Большинство. И сейчас как над нами издеваются, вообще, как над водителями, это вообще беззаконие какое-то. Здякуються де? Там у Польщі, чи тут у Білорусі? На дороге. На дорозі де? Нету разницы где. Транспортная инспекция, милиция, все, ищут какие-то штрафы, какие-то наказания. Белорусы ці за межою? Белорусы. І на це Білорусі? Да. Скажіть, будь ласка, ну от як ви думаєте, чому? Що? Чому ви з'їхали? Чому не в Могилеві не працювали? Понимаете, в принципе, как бы тут я уже там работаю не первый год в Беларуси. И тут как бы в основном ну нету возможности заработать и покормить семью. Добре. Тоді скажіть, за яким президентом ви бачили б можливість працювати? Кого ви бачили президентом, який би зробив працівне місце, який би дав можливість людям жити заможно, добре у себе вдома? Ну, точно не с Лукашенко. Точно не с Лукашенко. А хто будете визначати, так? Ну, я голосовал за Тихановского. Кто меня знает, тоже голосовали за Тихановского. А дальше посмотрим, что как будет. А чему не Лукашенко? Если так разобраться, вот, даже, допустим, по нынешней ситуации, как оно происходит здесь в республике, ну, просто не дают жить по-нормальному. Законы, штрафы, людей как-то, ну, вообще ни во что ставят. Дякую вам велике. Дякую велике. Всього вам доброго. Могилев, голос народу. Ідемо далі. Черговий раз спробуємо пройти по периметру. Чому не доходимо? Тому що весь час розмовляємо з людьми. Люди самі підходять, і люди у чергах охотно виказуються. А так само навколо Сергія Тихановського періодично збираються такі групи, які устроюють літеральні дискусії, розмови. Ми мусимо їх слухати. І мусимо давати слово людям. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви приїхали сюди на ровері, однословно поставити підпис, да? Да, обязательно подпись. Вы могилевец. Когда? Что вас не задовольняет? Ай, Или наоборот, все задовольняет? Нет, ничего не задовольняет, конечно. Все уже пишут об этом, все знают, все говорят. Мы находимся в полной заднице, как говорится. Ну, извините за выражение, но это так, правильно? Ну, сколько можно терпеть? Ну, сколько можно терпеть? Надо власть менять. Хватит ему уже сидеть, своей администрацией вместе с Ермошиными,
всякими... Ну, короче, нечего ему тут делать. Пускай убирается куда хочет. Хватит, надоело. Давайте. Ви, я так розумію, з мужем, правильно? Что-что? Ви тут, напевно, з мужем, да, ні? Нет, просто так. Ви пробачте, будь ласка, тоді скажіть ваше слово. Чому ви тут? Скільки ви стоїте вже тут, до речі? Чому хвируєте часом, силами? Ну, потому что уже хватит терпеть уже это все. Ну, надоело. Надо менять власть. Добре, але що терпіти? Що ви терпите? Ну вот, як вам сказать, ну не могу я даже выразиться. Ну все плохо, все, куда ни поткнись, все, нигде ничего не добьешься. Нічого. Ну, чиновники, коли до їх звертаються, вони кажуть, що все по закону. Да? От ви, це правда, все у нас по закону відбувається в Україні? Я кажу, чиновники, коли їм звертаються, вони кажуть, все по закону. Це правда у нас в Україні все по закону? Неправда, я бы не сказала. Я бы не сказала. Ці були у вас такі ситуації, що от, було не по закону? Было. Добре, а кого би хотіли бачити президентом? Президентом Тихановича. Дякую, велике, дякую. Правда, це не Тиханович, а Тихановська. Ну, Тихановська. Дякую, велике, дякую. Будемо рухатися далі, бачимо, сім'я з дітьми стоїть, спробуємо порозмовляти з ними. Добрий день. Добрый. Телеканал Белсат. Это ваши дети? Конечно, с чужими не ходим. Вся семья у сборы, правильно? Конечно, мы пришли сделать свой выбор за перемены. Какие перемены вы хотите для ваших детей? Чтобы жили лучше, чтобы, не знаю, все думаем о лучшей жизни, а уже за эти годы мы просто не видим этой лучшей жизни. Все однотипно. В основном все, что Тихановский рассказывает, все наш быт. Поэтому хотим попробовать что-то лучшее. Дякую велике, дякую велике. Скажите, будь ласка, вы что? Вы пришли сюда за чем? Для своих детей, за чем? Что бы вы хотели, как для ваших детей, новый президент робил? Мы бы хотели лучшего будущего, чтобы больше справедливости, честности было, открытости. Сегодня несправедливость у чем? Чем вы бачите несправедливость? Ну, бывает, знаете, говорят у нас с высшим образованием зарплату в $200 не зарабатывают. Зарабатывают. Не 500, 200. На практике проверено. Ну, это ваши 3 детей, так? Да. Скажите, будь ласка, а вот, скажем, вот семьи, батьки і маті, скільки треба заробляти, як от годно вигодувати 3 дітей? І скільки ви заробляєте? Ті гроші відповідають? Нет, ну, не соответствует. Конечно, хотелось бы лучше, и чтобы заработная плата была лучше, и условия для жизни были лучше. Дякую велике, дякую велике. Добрый день. Молодые люди, теперь к вам. Вы приехали на роверах, так, сами специально сюда? Ну да, ехал с работы, заехал. Как само подписаться за кандидата? Ті ви удельничали коли-нибудь и нечем подобным? Ну, когда-то там, когда студентом был, ну да, было немножко. Але давно но, уже, в принципе-то стал консервативным человеком в целом, но перспективы нету сейчас. Чому зараз пришли? Ну, страна сейчас, мне кажется, она не знает, куда дальше двигаться. Она, понимаете, стоит на месте. Вот, все. Я знаю, что через 20, через 30 лет будет то же самое. Ну, ничего особо не поменяется. А хотели бы, да? Ну, конечно. А чего хотели бы изменить? Что хотели бы изменить? Сменить чего хотели бы? Да. Ну, вы знаете, такой вопрос. Я, конечно, не кандидат в президенты, чтобы тут сейчас программу какую-то рассказывать. А по своим житию? Ну, для начала, наверное, страх внутри себя сменить на надежду на перемены. И вот Сергей в этом плане молодец. Он как-то вот внутрь заглянул вот именно в ту точку и надавил на нее. Дякую вам велике, дякую. От отказ на те питання, да? Отказ на многие питання. Добрий день. Ідемо по черзі і розмовляємо. Коли ласка, ваше міркування, чому сьогодні тут доволі шмат людей? Для Могильова шмат людей чи ні? Я лічу вельми шмат. Вельми шмат. Чому сюди прийшли? Менавіта к Сергію. За 26 років вельми шмат чогось відбувалося і в політичному плані, так? Але пришли сюда сегодня. Чему? Потому что он начал ездить по городам, небольшим селам и освещать
то, что происходит в Беларуси на самом деле, еще с конца, по-моему, с прошлого года, где-то год уже этой деятельностью занимается, поэтому вся Беларусь, по крайней мере, увидела, что на самом деле что происходит. Хіба до этого не бачили? Мой муж больше за этим следит, поэтому я просто поддерживаю моего супруга, поэтому я сегодня здесь. Я думаю, что на ваш вопрос он лучше ответит, чем я. Добре, але ви самі чого хотіли би? Чи хотіли б якого життя іншого, не іншого? Ну раз ви прийшли так... Знаете, я гражданка другой страны, но я очень люблю Беларусь, поэтому я сюда приехала жить, да, и здесь осталась, и поменяла свою родную страну на Беларусь, и остаюсь здесь, и мне очень хочется, чтобы были перемены в лучшую сторону. Дякую, велике, дякую. Ви яких перемен хочете? Перемена лучше, не знаю. Давайте. Мне вот как женщине хочется, чтобы наши мужчины здесь зарабатывали достойно, и у них не было нужды ехать за рубеж, оставлять свои семьи за большим заработком. Вот это мое основное желание. А тут у Могилеве так есть, да? Здесь очень сложно найти достойную работу для мужчин. Дякую вам, велике, дякую. Пришли по перемены, правильно? Пришли нечто изменить, так? Да, конечно. Что вы хотели изменить? Ой, не скажешь за минуту, за 5, за 10. Ну, хотим, чтобы дети жили лучше, правильно? Все желают, все за будущим наших детей прошли. Перемен хотим. Дякую, велике. Вельми многие люди тут кажут про перемены. Поразмовляете с нами? Давайте. Чому так здарилося, що раптом, ну от не знайшли ми тут людей, які б сказали, одного тільки чоловіка знайшли, які сказали, що все в нас добре. Нет. У нас не все доброго. У нас пока вот этот вот закончится этот политический маразм, вот то, что мы наблюдаем в данный момент, да, у нас ничего хорошего не будет. Дякую вам велике, дякую велике, всього добра. Ну, будемо далі рухатися, далі розмовляти. Порозмовляємо з вами, так? Ну, он больше разговаривает. Добрий день. Чому вельми многие люди жаляться? Чому хочуть перемен? Як так здарилося, що за 26 років раптом все Да он стало... уже старый, ему пора уже на пенсию. Ему уже пора на пенсию. Хочется чего-то нового, свежего. Ви гэта нове свежее бачыце у якім кандыдаце? Пока в Тихановском. Але ён не балатуецца, ён нават... Ну, неважно. Кто-то ж будет. Дякую велике, дякую. Ну, рушым далей, будзем глядзець, што яка тут у нас вялікая чарга. Мы бачым, што будем еще раз вот пройдемся уздовж усей дороги, усей чарги, каб просто поглядеть, як она выглядае. Вот мы идем мимо одной колонны, вот так яна выглядае, она доўжыцца тут на некалькі десяткаў метраў да прыпынку грамадскага транспарта. На прыпынку грамадскага транспарта стаяць людзі, і зараз мы паразмаўляем з гэтымі людзьмі, яны разбягаюцца. Тыя, хто не прыйшлі адмыслова на гэту акцыю, яны, як правіла, не вельмі ахвочыя на размовы. Ну, мы ўсё ж такі паспрабуем паразмаўляць, што яны думаюць пра тое, што яны бачаць. Бачым пару людзей, вот паспрабуем, і пасля вернемся таксама да тых людзей, якія збіраюцца аддаваць подпісы. Добрый дзень. Мы ў прямым эфіры вядзём вот стрым з этой падзеі пра збор подпісаў. Ці вы прыйшлі сабраць подпісы, ці вы на прыпынку стаіце? На прыпынку стаю. О, выдатна. Мы хацелі такіх людзей сустрэць. Скажыце, чаму вы не ўдзельнічаеце? Вы не верыце, не хочаце? Мы уже свои подписи отдали. У этой кампании ці... Згодна з законодаўством мы маем право отдать за ўсіх прэтэндэнтаў, якія будуць выдвигацца ў кандыдату ў прэзідэнты. Я таксама согласна законодаўству. Ну, я разумею. Так вы уже за все 14 особо поставили подписи? За все 14 особо? За всех 14. Добра. А кого... Нет, я за свайго кандыдата. Ага, за свайго. Калі не сакрэт, каго б вы хацелі з 14 бачыць прэзідэнтам? Я маю час яшчэ разбірацца. Мы падтрымаем таго, хто будзе абараняць інтарэсы Беларусі. Это па-першае. Дзяржаўны суверэнітэт, тэрытарыяльную цэласнасць, які будзе біцца за нас на ўсходнім, заходнім, паўночным і паўднёвым напрамку. Дякую вялікі. Добра, так можа цяпер такі прэзідэнт і ёсць? Можа нічога мяняць не трэба? Я так думаю, вы маеце рацыю.
То бок цяперашні прэзідэнт якраз гэта і робіць. Незалежнасць, суверэнітэт і абарону ва ўсіх межах. Мы за державу, мы за Беларусь. Вот в чем справа. А якую Беларусь? За якую Беларусь? Незалежную, суверенную. А што внутрі Беларусі? Народ. А з якімі правамі? З тими правами, якія яго ёсць ад прыроды і ад соцыума. Кажуць, што тут многія людзі казалі ў чарзе, што яны парушаныя. Яны кажуць, што не маюць свабоды слова, што вельмі цяжка з выкананнем закону. Я 2 месяцы быў на стажыроўцы ў Амерыцы. Вот. І такія, як правы, як у нашых людзей, няма ніколі там. Я аб'ехаў 5 штатаў. На паперы маюць правы нашы беларусы ці на практыцы? І тыя людзі? І на практыцы. Нашы беларусы таксама маюць на практыцы. Каб вам з гэтым пагадзіцца, вам трэба пабыць там. Окей. Тады скажыце, ласка. Я маю на увазе. Добра, тады скажыце, ласка, як вы думаеце, чаму тады вот гэтыя ўсе людзі, да, стаяць за Ціханаўскага, ці за Ціханаўскую, но не за прэзідэнта, тут ніводзін? Справа ў тым, што, наколькі я ведаю, з сродкаў масавай інфармацыі спадар Ціханаўскі, ён адлюстроўвае не беларускія інтарэсы, а расійскія. А дзе вы такія чыталі інфармацыю? В інтэрнэце чытаў. Інтэрнэт вялікі. В інтэрнэце. Інтэрнэт вялікі, мало хто што можа напісаць. Я ведаю, што вы таксама, это Белсат, так? Белсат, да. Ось, рано или поздно вы тоже будете абнародаваць гэтыя звесткі. Ось. Ну, не буду ні пацвярджаць, ні аспрэчваць, не ведаю пра тое, што вы кажаце, але мне проста цікава ваше меркаванне, калі у нас усё ў краіне так добра, то чаму вот гэтая група людзей, і не толькі тут, але ва многіх гарадах, прыходзіць падпісацца, каб змяніць менавіта прэзідэнта? Не, гэта не так. Я мяркую, што яны прыходзяць падпісацца, яны падпішуць тут за адных прэтэндэнтаў, потым яны падпішуцца з другіх. Я ж кажу, што сёння у нашых грамадзян ёсць права падпісацца за 14 прэтэндэнтаў, правильно? 14? Правильно, да. Але, ну, я вам кажу, што мы можам прайсці і паразмаўляць, калі хочаце, запытацца іхнім меркаванне. Я вам гэта скажу, я вам гэта скажу. Вось в чым справа. Так вы лічыце, што ніхто супраць прэзідэнта не пратэстуе? Я так думаю, так. Все яго падтрымліваюць? Ну, все, ну, вы ведаеце, калі мы кажам все, ўсяго, гэта такое абагульненне, оно неправильно. Добра, я это зразумела. Калі мы з вами паразмаўлялі, то я зразумела. Абагульняць не трэба. Добра. Дзякуй вам вялікі. Шчыра дзякуй за адказы і всего вам добрага. Ну, што нашы людзі маюць права, гэта ж вельмі добра. Да? Дзякуй Богу. Да, да пабачэння. Всего добрага. За Беларусь. Так, дзякуй. Ну, вот такое меркаванне, адрознае ад тых меркаванняў, якія мы толькі што чулі. Будзем вяртацца да людзей, будзем перапытваць іхнія меркаванні. Што яны пра гэта думаюць? Чарга крышку зменшылася, але яна ўсё роўна трывае, таму што, вы бачыце, людзі падходзяць, відаць, новыя, і тыя, хто падпісаўся, ўжо ж больш за 2 гадзіны доўжыцца гэтая акцыя, вот этот збор подпісаў, то ўжо значная колькасць людзей і пакінула свае подпісы, значная колькасць людзей сышло, але, бачыце, ўсё роўна трывае даволі моцна. Ну, зараз падыдзем да групы людзей і паразмаўляем з імі про тое, што мы толькі што пачулі. Спрабую пераказаць. Добрый дзень. Тэлеканал Белсат, паразмаўляем з намі, так? Толькі што былі, вот мы на прыпынку грамадскага транспарта, і там казаў чалавек, што, ну, як бы, можна і не пратэставаць, можна нічога не мяняць, усё у нас добра. І прэзідэнт... Мы хотим перемен. Да, а вы что? Это неправда, что у нас все хорошо. У того человека и добро. Но видите, сколько здесь. Может, они так не считают. Милиционер. Или депутат какой-нибудь. Добра, а что бы вы хотели поменять? Вот вы пришли подписаться за перемены, за какие? Перемены к лучшему. Я думаю, у всех за 26 лет, ну, есть... Мы хотим будущее для наших детей. Чтобы они не уезжали за границу, а нашли достойную работу здесь, у нас в стране. Работали не за копейки, а за нормальные деньги. И чтобы наши народные депутаты, ключевое слово народные, были ближе к народу, а не к власти. Вот и все. Як вы лічыце, як так могло здарыцца, што за 26 гадоў вот столько людей хоча змяніць? Надоело. Потому что ничего не меняется. Человек Пора. очень красиво говорит, но ничего ведь не делается. Да. Все это видят. Поэтому кругом всем надоело. Ложь, кругом обман, кругом
Ці ёсць сёння сілы, ці ёсць сёння настрой, ці шмат людзей, которые вот готовыя вас падтрымаць, вот ваших однодумцаў, ці шмат людей? Видите, Есть сколько людей. простой народ за нас. Мы и есть народ. Да. Так, сапраўды. Добра, а ці вы верыце ў тое, што можна змяніць нешта? Як можна? Верим. Если бы мы не верили, мы бы сюда не приходили. Верим. Надеемся, что все будет хорошо. Готовыя нешта рабіць, вот, ну, акрамя таго, што прыйти падпісацца, может быть, падтрымаць яшчэ неяк кагосьці? Понадобится, потрымаем. Дзякую вам вялікі. Всего добрага. Магілёў. Магілёўскія жыхары вот, выказваюць такія меркаванні. Бачым, яны розныя, яны, напэўна, ёсць розныя ў кожным горадзе. Ну, да, все людзі маюць права на сваё меркаванне. В залежнасці ад таго, хто гэтыя людзі. Адпаведна і пазіцыя гэтых людзей. Мы будзем рухацца да пачатку калоны, дакладней, калонаў. Будзем рухацца да тых месцаў, дзе праходзіць збор подпісаў. Будзем шукаць Сергея Ціхановскага. Ён вельмі... Ну что, вы ничего не можете сказать? Вы должны объяснять, как телевидение, людям, что будет дальше. Скажите, я уже давал интервью, только не... Там парень был ко мне. Я бывший советский офицер. 50 лет работаю инженером-электроником, программистом. Мне скоро 70 лет уже. Но я не хочу, чтобы мои внуки и правнуки не имели перспективы. То есть, популярным языком, если сказать, должна быть движуха. А движухи нет в государстве. За 26 лет эта скотина, я же фамилии не называю, я не оскорбляю никого. А тем более я называю еще Алкашенко. Это очень хороший ход. Я не оскорбляю президента. За 26 лет влезть в такие долги, имели всего лишь 220 миллионов долларов текущий платеж России за газ потребленный. И он вопил, как свинья в заборе. Казна пуста, куча долгов, а сейчас более 50 миллиардов долларов. Кто будет отдавать? Скажите, Кирилласка, вот как вы думаете, люди могут повпливать на эту ситуацию? Вот приушання Я вам откажу так. Треба слухати Зенона Позняка, який у свій час правильно сховався від цього забойця в Америці. Бо він був у цьому списку, де Захаренко і Гончар. Вот що скажу. Тільки прямое діяння може щось зробити. Тому що вибори, я не ведаю, як вони в цих умовах пандемії, як вони будуть підтасовувати вибори, це борщеварка, як вона це буде робити. Ніякої явки не буде. Як вони це будуть робити, я не ведаю. Що ви думаєте робити у цій ситуації? Я підтримую Зенона Позняка. І він сказав так, що його повинен чекати, його чекає льос Муаммара Каддафі, Саддама Хусейна. Я лічу, що повинні сказати своє слово люди силових структур. Ви ведаєте, хто такий? В першу чергу це армія. Дякую вам велике. Познаємо слово. Дякую вам велике. Я вам дякую. Дякую, що ви казали своє меркування. Я все життя, я советский офицер. Я советский офицер, не какие-нибудь теперь придуманный. А я получил высшую эдукацию в 73-м году. Добрую эдукацию. Я инженер электроники. И я хочу сказать, что я бачу, что эти люди теперь не дадут сфальсификовать выборы, когда они будут. Але вот эта задумка правильная. Шкода, что только эта борщеварка паскудина. И она сказала, что его несоправдная подпись у Сергея. А подпись был соправдна у Сергея. Як они будут подтасовывать, коли пройде этот бойкот, як они будут подтасовывать? Вы думаете, что подтасовывают? А як, что им робить? Им их выхода нема, стреляться только. Их нема вище. Ви думаєте, що не мають підтримки, да? Яка теперішня влада? Я на опошніх виборах прийшов без 15:08, за 15 хвилин до закінчення виборів, і побачив, що з моєго під'їзду проголосувало тільки 2 сім'ї з 20, 10%. І кажу
старшині этой выборчей комиссии. Як ты будешь подтасовывать? И он так собачьей ухмылкой, такой усмешкой. Ге-ге-ге. На завтра явка составила 87%. Дякую вам И теперь велике. так будет. Это борщеварка, я не знаю, на перше поедет в Гагу. Я-то ей шатаю. Я ей нема мужа, я погиб сын, загинув. Кажуть, не возжелаєш зла ближнього. Який він на ближній? Дякую Він вам. самий дальній, я йому желаю тільки зла. Дякую вам велике, Этому дякую. таракану. Вы хотели додать нечто? Да, такой вопрос. Вот то, что вы сейчас снимаете, так то, что люди говорят. Я уверен на процентов на 90, что это в эфире не будет. У меня один вопрос. Во всех регионах Беларуси проходят пикеты против действующего сейчас главы государства. Так? Все кричат, все высказывают. Почему это нету в вот в ОНТ у нас все в стране хорошо? Почему нету в эфире то, что происходит в стране, все пикеты, все демонстрации? Почему их нету по Чому? телевизору? Чому? Як ви думаєте, чому? Ну кому это понятно, кому? Почему не показывают народу это? Чому? Ну там вам, вы же телевизор Ми це смотрите. показуємо в прямому ефірі. Вот це зараз, то, що ви зараз говорите, ми з вами розмовляємо, це вже транслюється в прямому ефірі. А чому не показують ті канали, які ви назвали? Державні. Так вот почему? Не знаю, вы скажите, что вы думаете про это. Я за их не отказываю, а вы что думаете? А это, наверное, чтобы народ, ну, который, чтобы все смотрели ОНТ, который я не смотрю, и чтобы все думали, что у нас в стране все хорошо и все сказочно. А что на самом деле, нам как 26 назад, ну ладно, десятку я скидываю, у нас была разруха, потом он вроде что-то сделал, так? Нам показывают по ОНТ, у нас все сказочно, все прекрасно, чтобы так и думали. Вот нам врут, народ в это верит, и все и дожились мы до чего. Дякую вам, дякую велике. Все зрозуміла ваша думка, да. Ну от бачимо, люди кажуть про те, що державні телеканали не дають людям виказуватися, їхні настрої, їхні міркування. І тому і не виказуються вельми охотно незалежним медіа. Зараз ми бачимо, що коли підписних столів гора з тапками повеличилася, люди приходять і ось складають такі тапки, символ, як вже назвали, тапочної революції, такий фірмовий знак протестної такої акції. Бо Сергій Тихановський називає себе і свою жінку, яка зареєстрована, ініціативна група, якої зареєстрована на уділ у дальніших етапах президентської кампанії, він називає кандидатом протесту, кандидатом, який має задачу показати солідарність людей і показати прагу перемен, яка є у людей. Ну от можемо зараз так само бачити, що люди йдуть з сім'ями, з дітьми. Ну і от відсюль так само від цих столів з підписними листами бачні колони, у які люди вишахтувалися, аби стояти і поставити підписи, це вже довжиться кілька годин. Мы пакуль што не бачым галоўнага героя гэтай падзеі Сергея Ціхановскага, які абвесціў гэту акцыю. Хацелася б, конечно, пачуць ягонае меркаванне пра тое, што тут сёння, як она сёння праходзіць, яна яшчэ далёка да завяршэння. Пакуль што мы Сергея не бачым. Спадзяемся яго адшукаць, каб пачуць ягонае меркаванне. Мы шмат чулі сёння выказванняў людзей, магілёўцаў, простых людзей, якія, вот бачыце, стаяць колькі гадзінаў з дзецьмі. Сергей звычайна збірае вакол сябе вялікую колькасць людзей, якія прыходзяць менавіта да яго, ну яны і прыйшлі да яго, і падходзяць, задаюць пытанні, цікавяцца ягонай праграмай, у сэнсе праграмай аб'езду гарадоў па збору подпісаў, фатаграфуюцца, просяць ягоны аўтограф. Ну і многія людзі тут сёння расказвалі, чаму яны яму давяраюць, чаму яны сюды прыйшлі, і чаму яны яго лічаць сваім кандыдатам. Ну, на гэтую хвіліну збор подпісаў працягваецца. Ён, думаю, будзе доўжыцца некалькі гадзін. Я толькі нагадаю, што гэта трэцяя такая
массовая, четвертая нават уже такая массовая акцыя по збору подпісаў, якую праводзіць Сергей Ціхановскі. Яна распачалася у Менску 24 траўня, у нядзелю, вялікім зборам людзей. Вялікую колькасць людзей сабраў у Мінску. Пасля быў Слуцк, пасля Барановичы, вот сёння Магілёў. Сёння Сергей Ціхановскі абвяшчаў, што праграму бліжэйшых дзён там запланавана Ліда, там запланавана Берасця і вельмі многія іншыя гарады. Белсат будзе праводзіць стрымы з некаторых гэтых гарадоў. Натуральна, мы не зможам, напэўна, пабываць ва ўсіх месцах, дзе бывае Сергей Ціхановскі, але мы будзем старацца паказваць, як гэта адбываецца ў іншых гарадах, выслухоўваць людзей з розных гарадоў, тых людзей, якія прыйшлі, каб прагаласаваць за перамены, як многія казалі тут, нешта змяніць у жыцці. Яны не проста прыходзяць і ставяць свае подпісы, яны пратэстуюць на тым узроўні, якім ім даступны. Вот прыкладам таму вось гэтая гара тапак, якую людзі сабралі сёння тут, падпісваючыся, каб выказаць свой пратэст, сваё жаданне пераменаў. І сама вот акцыя Сергея Ціхановскага, яна мае мэту паказаць салідарнасць людзей і прагі пераменаў, пра што тут вельмі многія казалі. Мы ж на гэтую хвіліну будзем сканчаць нашу прамую трансляцыю. Я нагадаю, што з вамі працавалі корэспандэнты Белсату, здымачная група. Гэта Аліна Скарбунова, Галіна Бакунчык. Мы будем с вами ў эфіры і ў наступных наших інтэрнэт-трансляцыях. Таму, калі ласка, слухайце нас, шукайце ў нас Белсат.eu і ў сацыяльных сетках. А на гэтую хвіліну мы развітваемся. Да пабачэння і да новых сустрэч. Дякую вам за вашу працу. Почувайте. Не, правда, вот вы освещаете. Если это не делать, то вообще будет очень плохо. Денежку? Да. Ну какую? За что? За блинчики. Что, на блинчики? Да. На, скажи, на. Какую дать? А? Хороший.